Здравствуйте, Москва. Как нас видно, как слышно? Прекрасно видно, Сыктывкар. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте все участники нашей сегодняшней образовательной молодежной площадки, которую мы проводим в рамках Республиканского форума «Фокус на интеллектуальную собственность». Сегодня мы находимся в аудитории Коми Республиканской академии государственной службы и управления, и студенты Российской государственной академии интеллектуальной собственности проведут нам лекции, поделятся своими знаниями по теме интеллектуальной собственности. И для приветственного слова я приглашаю проректора по образовательной и научной деятельности Никонову Светлану Александровну. Добрый день, уважаемые участники. Мы очень рады вас приветствовать на площадке Коми Республиканской академии государственной службы и управления. И надеемся, что мы все непосредственно становимся участниками очень серьезного мероприятия. Мы, безусловно, работаем с самой инновационной категорией населения – это молодежь. И, конечно, именно она, регенерируя свои идеи и технические решения, должна понимать, как сегодня защищать свою интеллектуальную собственность, как не изобретать колесо, а именно находить новые пути и направления в различных отраслях, науках и сферах деятельности. Поэтому очень надеемся, что тот опыт, которым сегодня мы все поделимся между собой, безусловно, станет основой для будущего развития бизнеса, для будущей деятельности тех ребят, которые непосредственно участвуют в этих процессах. Всем желаю удачи, успехов и интересных идей. Спасибо. Аплодисменты, ребята. Поддержите нас. А я передаю слово проректору по молодежной политике и внешним связям Российской государственной академии интеллектуальной собственности Китаевой Елене Олеговне. Елена Олеговна, вам, пожалуйста, слово. Спасибо, Наталья Владимировна. Дорогие друзья, разрешите еще раз поприветствовать от имени Российской государственной академии интеллектуальной собственности всех вас, кто находится далеко-далеко, за тысячи километров от Москвы, но благодаря современным условиям, благодаря современным возможностям мы рядом, и это прекрасно. Формат онлайн позволяет сейчас просто перечеркивать все расстояния, обнулять километраж и быть рядом друг с другом, просто-напросто плечом к плечу. Хочу представить вам несколько слайдов о нашей академии. Так будет, наверное, проще для нас всех, чтобы вы просто поняли о том, что наш вуз действительно уникальный. Он уникальный в том смысле, что готовит комплексно единственный в стране специалистов в сфере интеллектуальной собственности. Наши выпускники крайне востребованы в различных организациях, в различных секторах экономики. Они прекрасно устраиваются, прекрасно продолжают свою карьеру, но главное, они владеют уникальным запасом знаний, которые позволяют им интегрировать эти знания в свою будущую профессиональную деятельность и даже сейчас на уровне обучения делиться этими знаниями со студентами разных вузов. Наша академия прошла достаточно небольшой, ну и может быть даже большой путь развития, потому что все-таки временные отрезки – это понятие относительное. Следующий слайд. Обратите внимание, с 1968 года это был Центральный институт повышения квалификации работников и специалистов народного хозяйства в области патентной работы. Мы прошли очень долгий путь до Государственной академии интеллектуальной собственности. Сегодня в Российской академии Всероссийский центр повышения квалификации, Российская академия, следующий слайд, быстро очень листаем, это базовая организация государств, стран-участниц СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке, повышению квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности. У нас 11 различных профилей подготовки специалистов по программам бакалавриата и магистратуры. Реализуется более 80 образовательных и просветительских проектов в год. Следующий слайд. В структуре академии, обратите внимание, 9 кафедр, Центр научной экспертной аналитики, факультет управления интеллектуальной собственностью, юридический факультет, Всероссийский центр повышения квалификации и переподготовки, Международный центр компетенций в области образовательной, научно-поисковой деятельности и просветительства, диссертационный совет по юридическим наукам.
и филиал Российской государственной академии интеллектуальной собственности в городе Пенза, который недавно открылся. Дальше. Юридический факультет у нас второй раз подряд занимает, входит в десятку лучших юридических факультетов по версии агентства HeadHunter. Это говорит о том, что выпускники наши действительно трудоустроены, очень успешно работают и осуществляют свою профессиональную деятельность. А этот успех – итог обучение, итог тех прочных знаний, которые мы получаем в академии. Поэтому мы приглашаем всех, кто нас слушает, кто заканчивает бакалавриат, приезжайте в Москву, поступайте к нам на магистерские программы. Это позволит вам не только расширить свой багаж знаний в сфере интеллектуальной собственности, а это, поверьте сейчас, это все. Если перефразировать знаменитый афоризм «Пушкин – это наше все», то интеллектуальная собственность – это тоже наше все. Дальше. Хочу сказать еще вот о чем, что академия, как и любой другой вуз, следующий слайд, да, еще, вот. Академия, как и любой вуз, действительно реализует многие проекты. И сегодня просветительство, обмен знаниями – один из важнейших видов такой деятельности. И вот предыдущий слайд. В 2013 году наши студенты сами по собственной инициативе решили начать такую просветительскую деятельность, транслировать свои знания для студентов других вузов. Они сами разработали вот такой логотип, который вы видите в правом нижнем углу, который называется «Интеллектуальный десант». С помощью преподавателей прошли все этапы регистрации этого знака. То есть у нас все как полагается, по науке, что называется. И за эти годы, начиная с 2013 года, базами проведения такого проекта стали, перелистаем по порядку, Иркутский государственный технический университет. Дальше это был Тверской государственный технический университет и ряд вузов Твери. Белгородский государственный университет, Уфа, Казань, Пенза. И вот сейчас, спустя 2 года, пандемия внесла свои коррективы в нашу такую накатанную деятельность в этом направлении, и 2 года наши студенты никуда не выезжали, и вот сейчас, опять же, мы думали, что проект у нас состоится исключительно в формате онлайн, но наша студентка Софья Лопунькова сегодня находится среди вас, поэтому мы смело заявляем о том, что действительно мы рядом, и наш проект сегодня идет, модное слово, в гибридном формате, поэтому наши представители есть в Сыктывкаре, мы здесь в Москве, а наши 4 студентов, которые сегодня прочитают вам замечательные лекции, тоже находятся в различных городах: Кострома, Московская область, Брянск и так далее. Поэтому, ребята, дорогие друзья, поздравляем мы себя и мы вас тоже всех вместе. От всей души благодарим за то, что позволили нам принять участие, предложили нам стать участниками вашего прекрасного форума. Вот, надеемся, что на этом наше сотрудничество не будет прервано. Мы продолжим дальше, придумаем что-нибудь еще в этом направлении. И я хотела бы еще сказать, что сейчас я передам слово Софье Лопуньковой, которая будет выступать с вводной лекцией с введением в сферу интеллектуальной собственности. Хочу сказать, что это у нас особая студентка. В 2019 году она стала победительницей Международной олимпиады для старшеклассников в сфере интеллектуальной собственности. Это тоже один из уникальных проектов Академии, который проходит под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности. Это наш главный партнер Академии. Штаб-квартира ВАИС находится в Женеве. И вот Софья Лопунькова, как победительница этой олимпиады, не только поступила в Академию, но и успела еще до пандемии побывать в штаб-квартире в Женеве, посмотреть, как организована вся структура Всемирной организации интеллектуальной собственности, и узнала там много интересного. Поэтому, если у вас останется время, задайте ей вопрос, что такое ВАИС, где действительно это находится и как там в Женеве. А сейчас, дорогие друзья, еще раз поздравляю всех нас с началом этого уникального проекта.
Дальше я предоставлю слово еще нашему наставнику проекта, поэтому вас сегодня ждет очень много интересного. В добрый путь! Спасибо. Софья, пожалуйста. Надо было похлопать, да? Благодарю, Елена Олеговна, за теплые слова. Очень приятно, что вы напомнили про мой лучший перформанс в жизни. Когда мне было 17 лет, я победила в Олимпиаде, и я понятия не имею, как. Ну, собственно говоря, можно, пожалуйста, презентацию запустить? Да? Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Софья Леонидовна-Панькова. Я расскажу вам про введение в интеллектуальную собственность, расскажу про виды результатов интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. И мы поговорим с вами про исключительные права. Что я могу сказать? Будет сложно, но смешно. И он не работает. Я не знаю, почему. Да? Работает? Да, нажимайте. Прошу И, прощения. пожалуйста, микрофончик поближе, хорошо? Микрофончик поближе. Вот так. Хорошо. Ой, пролетела. Собственно говоря, вопросы, которые мы обсудим сегодня. Ну, введение в интеллектуальную собственность. Начну с исторического аспекта, потому что, по сути говоря, история — это важно. И интеллектуальная собственность была на протяжении всей истории. То есть это история людей, которые применяли воображение, новаторство и творчество к их базе знаний с целью решения задач и выражения идей. История знает много бесчисленных примеров изобретений, сделанных предками, то есть начиная от каких-то языков, письменности, это тоже все было изобретение человека, до колеса, как насчет такого? Печатные станки, методы лечения, травы, пенициллин тоже был изобретен в Швейцарии. Добавьте к этим открытиям, добавьте к этому списку историческому открытия, совершенные за последние 100 лет, то есть технический прогресс рванул, как проклятый. И это, по сути, мы живем в историческое время, время прогресса. И интеллектуальная собственность сейчас, как никогда актуальна. Она всегда была актуальна, просто развитость законодательства оставляла желать лучшего. А сейчас деятельность юридической науки достаточно продвинулась, и мы можем изучать интеллектуальную собственность в юридическом аспекте. Это чудо, вам надо ценить это, потому что, скажем, век назад было известно минимум об интеллектуальной собственности. Система интеллектуальной собственности предназначена для охраны интеллектуальных достижений человечества не только на национальном, но и на межгосударственном уровне. Например, товары, созданные на основе интеллектуальной собственности. Самый простой пример, наверное, это будут голливудские фильмы. Он международный. Если вы думаете, что фильмы, созданные в Голливуде, в России не охраняются, то вы сильно заблуждаетесь. Пожалуйста, поступайте в РГИС и изучайте вопрос. Если интеллектуальная собственность, воплощенная в этих товарах, не охраняется в других странах, и это открывает поле для контрафакции и плагиата, которые наносят серьезный ущерб правообладателям. Но, по сути, в современных условиях это невозможная ситуация, потому что у нас есть множество международных конвенций, в которых состоит практически все мировое сообщество, я бы сказала, все более или менее развитые страны, в которых был бы уместен вопрос охраны интеллектуальной собственности. Мировое сообщество сходится во мнении, что интеллектуальная собственность — это собирательное название для результатов умственной деятельности и деловой репутации коммерческих предприятий, которые могут охраняться законом. Что касается конкретного... секундочку. Вот, это я уже вам сказала, прошу прощения. Результаты интеллектуального труда — это объекты, которые были созданы творческим трудом их авторов. Это как бы дефиниции. И средства индивидуализации — это обозначения, при которых коммерческие фирмы и продукция, товары, услуги, работы идентифицируются среди множества других подобных им объектов, приобретают свою уникальность и узнаваемость на рынке.
Собственно говоря, статья 12.25 Гражданского кодекса, по ней мы сейчас и пойдем. Она перечисляет виды результатов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации. Ну, собственно говоря, результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, могут быть произведения литературы, науки и искусства. Это, наверное, к пояснению не нуждается, потому что, по сути, вы тут не новенькие. Наверняка 1-2 статьи дописали. Это все ваша интеллектуальная собственность, и это произведение науки. Программы для электронных вычислительных машин — это, по сути, ну, я привела пример, что это программы, используемые для работы медицинского оборудования. Ну, мне так было легче запомнить. Базы данных — это любая совокупность данных исследований, собранная в базу данных. Изобретением может называться много что. Ну, вот я запомнила как штамм микроорганизма. Фонограммы, сообщения в эфир и исполнение тоже в пояснении не нуждаются. Думаю, это интуитивно понятный вопрос. Полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения и топология интегральных микросхем. И секреты производства. Это самое сложное, что есть в этой теме. Промышленные образцы, полезные модели — это вы сами изучите. Это я вам здесь не помощник. У меня еще не было этой темы. Селекционные достижения — это, ну, применимо к нашему региону, это адаптирование к условиям Дальнего Севера какие-то сорта картофеля. Вот. Знаю, что у нас Институт агробиотехнологий занимается разработкой картофеля, адаптированного к условиям Дальнего Севера. То есть он растет за меньшие сроки и успевает вырасти за наше лето, северное, короткое. Вот. И дальше это все были результаты интеллектуальной деятельности. Дальше я вам скажу про средства индивидуализации. Вот сейчас откройте ушки и запоминайте, потому что это очень сложно. Фирменные наименования. Этот вид средств индивидуализации предназначен для обозначения юридических лиц, а конкретно коммерческих фирм. Рыночная борьба и отстройка от конкурентов актуальны для этих компаний в первую очередь, поэтому их названия функционируют в особом правовом режиме. Фирменные наименования могут быть как полными, к примеру, торговый дом «Ромашка» или публичное акционерное общество «Газпром», так и существовать в виде сокращений ПАО «Газпром». Это приравненные друг к другу названия. К данному виду средств индивидуализации предъявляются свои специфические требования. Так, например, статья 73 Федерального закона о банках и банковской деятельности запрещает использование слов «кредитная организация» или «банк» тем субъектам, которые не обладают лицензией Центробанка на проведение банковских операций. Много букв. Коммерческое обозначение. Коммерческое обозначение. Последнее. Ладно, не по хронологии пойдем. Этот вид средств индивидуализации тоже пользуется коммерческим, этим видом средств индивидуализации пользуются коммерческие предприятия. Данное обозначение не нуждается в отдельной регистрации, охраняется по умолчанию. Одна компания может иметь только одно коммерческое обозначение, при этом одно коммерческое обозначение может использоваться для индивидуализации нескольких фирм. От фирменного названия этот вид средств индивидуализации отличается, во-первых, функционально. Если название предприятия применяется в документообороте с контрагентами, то коммерческое наименование ориентировано на конечных потребителей. То есть это, по сути, вот сама узнаваемость вами же на рынке. Понимаю. Товарный знак и знак обслуживания. Этот вид средств индивидуализации используется для обозначения принадлежности того или иного товара к определенному производителю и отделения его от аналогичного на рынке. Сложно.
Товарный знак может иметь словесную, графическую, объемную, звуковую и иные формы. Он является, по сути, самым популярным видом средств индивидуализации. Их используют для выделения своей продукции, в качестве которой могут выступать товары, работы, услуги, среди аналогичной продукции конкурентов. В Гражданском кодексе определяется не только термин «товарный знак», но на практике они могут быть разных видов. Логотипы, бренды, торговые марки. Особенность этого вида – это регистрация в Роспатенте. Не буду. И София, простите, пожалуйста, а вы, может быть, слайды не переключаются или переключаются? нет, это все по этому слайду. Да. Я потому и сказала, что сложно. Наименование места происхождения товара. Это имя территориального объекта, которое может использоваться в полной или сокращенной форме, быть как официальным, так и неофициальным. Допустимо брать в качестве наименования места происхождения товара. Исторические названия местностей, главное, чтобы их границы были четко установлены. Например, Вологодское кружево. С этим разобрались. Нет, не разобрались. О чем это я? Данный перечень закрытый, поскольку охраняется не всякое нематериальное благо, а только то, которому охрана предоставляется законом. Так, разновидностью интеллектуальной собственности являются секреты производства, но не всякая производственная информация. Важный момент, когда речь идет о том, что интеллектуальной собственности предоставляется охрана, то речь прежде всего идет об именно регламентации отношений по поводу интеллектуальной собственности. Однако тут нужно соответствоваться с статьей 2 Гражданского кодекса, потому что она тоже применима в том плане, что по поводу интеллектуальной собственности в целом входят в отношения по поводу интеллектуальной собственности входят также и предметы гражданско-правового регулирования. Поэтому детальной регламентации подвергаются не только охранительные, но и регулятивные способы. Объекты интеллектуального права очень разнородны, поэтому имеется существенное разнообразие в сферах интеллектуальной деятельности, в которых эти объекты создаются. Можно сгруппировать эти объекты в основные 3 блока. Это объекты авторского права, объекты патентного права и объекты, на которые получается право на средства индивидуализации. Это мы тоже позже рассмотрим. Слава богу, мы разобрались с тем слайдом. Результаты интеллектуальной деятельности можно использовать после заключения договора о передаче произведения или изобретения, которые созданы в результате интеллектуальной деятельности, относятся к объектам исключительного и других интеллектуальных прав. Личные неимущественные права отчуждению не подлежат. Чтобы произведением или изобретением мог воспользоваться не только автор или разработчик, заключают следующие договора. Договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор или сублицензионное соглашение, или договор авторского заказа. Надеюсь, это все всем понятно. Прошу прощения. Виды гражданских прав, перечисленные мной на прошлом слайде, имеют общую особенность. Их применение ограничено коммерческим оборотом. В связи с этим обладателями имущественных прав на любые виды средств индивидуализации не могут быть граждане, не осуществляющие коммерческую деятельность. По условиям, на которых средством индивидуализации представляется юридическая защита, все виды промышленной собственности делятся на 2 категории: подлежащие обязательной регистрации в госорганах и не подлежащие. Это мы позже рассмотрим тоже. Вот, собственно говоря, это и они. В первом столбце перечислены виды прав, во втором объекты прав, возникновение права и необходимость регистрации. К примеру, из этой таблицы мы видим, что авторские и смежные права возникают на объекты произведений науки, литературы, искусства, исполнения фонограммы и сообщения в эфир. Возникает право в момент создания произведения, и регистрация в Роспатенте не требуется. Также объектом авторских и смежных прав являются программы для ЭВМ и базы данных. Но
Отличие их от прошлых заключается в том, что их можно при желании зарегистрировать. То есть если вы будете вытаскивать из них какую-то коммерческую выгоду, то гораздо выгоднее будет их все-таки зарегистрировать, чтобы точно подтвердить свое право авторское, смежное, какое захотите. Патентному праву подвергаются изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Право возникает в момент регистрации, и регистрация это происходит в Роспатенте. Приходите, всех ждем. Право на селекционные достижения возникает на сорта растений и породы животных. Также возникает в результате регистрации в госсорткомиссии. Это очень сложно и не рекомендую. Права на топологии интегральных микросхем тоже в момент создания возникают и регистрируются в добровольном порядке в Роспатенте. Право на секрет производства возникает в силу создания, действует на какие-то технические организационные решения, известные ограниченному кругу лиц, и регистрации не требуется. И моя любимая тема. Права на средства индивидуализации возникают на перечисленные ниже знаки. И наименование места происхождения товара, географические указания и товарные знаки и знаки обслуживания регистрируются в Роспатенте. И с момента регистрации в Роспатенте у вас возникает право их использовать. Фирменные наименования регистрируются в Федеральной налоговой службе. И до регистрации в Федеральной налоговой службе вы также не можете их использовать. И коммерческие обозначения используются без регистрации, их не нужно регистрировать. И поскольку это все-таки речь о вашей узнаваемости на рынке, то как только вас начнут узнавать, вот тогда вы будете думать, что ура, у меня есть коммерческое обозначение, вот это я классный. Вот. Дальше пунктик – это исключительные права. Ну, вероятно, вы все-таки все про них знаете, потому что вы не первый курс. Но я все-таки расскажу, что исключительное право – это право использовать объект интеллектуальной собственности и распоряжаться им в установленных законом пределах. Правообладатель имеет право по своему выбору разрешать иным лицам использовать объект или запрещать его использование. Для понимания сути исключительного права необходимо отличать его от авторского, предусмотренного для некоторых объектов интеллектуальной собственности, которые мы уже с вами рассмотрели. Первое, то бишь исключительное право, означает возможность правообладателя получать экономические выгоды от использования объекта. А право авторства может быть указано только в качестве автора, творческим трудом которого создан был объект. Собственно говоря, следующая таблица, из которой можно сделать вывод о различии исключительного и авторского права. Так, исключительное право относится к имущественным правам и является отчуждаемым, а право авторства – это неимущественное и, соответственно, неотчуждаемое право. Если когда-то вы стали автором какого-то произведения, то никто уже с этим ничего поделать не сможет. Вы навсегда останетесь заклейменными автором данного произведения. Исключительное право применимо ко всем объектам интеллектуальной собственности, а право авторства применимо только к перечисленным здесь объектам, в которых имеет место быть право автора. К примеру, автора не будет у изобретения. У изобретения будут разработчики. Правообладателем исключительного права могут быть и физические, и юридические лица, но право авторства может быть только конкретным гражданином, лицом, физическим лицом. То есть «Газпром» у нас быть автором ничего не может. Надеюсь, меня не посадят. Правообладатель может использовать объект исключительного права, запрещать его использование и выдавать лицензии на его использование, в то время как с правом авторства вы ничего этого проделать не сможете. На этом у меня все. На данном слайде предоставлены источники. Спасибо за внимание. Если у кого-то есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Конечно.
Софья, вот у меня вопрос такой возник. Вот, к примеру, я написал научную статью, ну там пусть даже не одну, опубликовали у меня ее в сборнике конференции, и тут увидели вот сотрудники из одного научного журнала малоизвестного, там я не помню даже, как он называется, длинное название, вот, и они меня попросили эту статью, ну, как я понимаю, это у меня на нее право, это моя интеллектуальная собственность, вот, ну, я им дал, думаю, ну, пусть напечатают, популяризация науки, а теперь вот я вот слушаю столько всякой информации про защиту прав интеллектуальной собственности, я думаю, а как они могут нарушить мою собственность? Они же не могут написать, что это их статья. А это у тебя не коммерческое использование, то есть коммерческой выгоды ты не получаешь, то есть это просто распространение. Ты автор статьи, ты можешь публиковать ее в любых сборниках. Главное, чтобы ни один из этих сборников не возникал по поводу того, что вот ты опубликовал эту статью раньше у нас в журнале, и теперь это наше, потому что они так сделать не могут, но они могут попытаться. Понятно, спасибо большое. Друзья, есть у кого-то еще вопросы? Софья, скажите, пожалуйста, а почему товарные знаки и средства индивидуализации не ваш любимый предмет, так скажем? Потому что мы прямо сейчас проходим их на гражданском праве, и это очень сложно. Я не успеваю ничего учить. Я думала, может быть, какие-то другие причины, но я думаю, что все получится у вас, и все изучение вы все проучите, все изучите, и все у вас получится. Я так понимаю, что мы закончили раньше. Ну, давайте тогда еще поделитесь с нами все-таки, а как же в Женеве? Ой, в Женеве, наверное, сейчас очень тепло, наверное, Как снега вы там съездили, еще как вас нет. там приняли, то есть каким образом вообще происходила вот эта встреча? Я так понимаю, что вы защищали свой доклад. Да, там был круглый стол дай бог памяти, 3 года назад было дело, 2, извините, в резиденции в посольстве. Вот. Там на 3 дня мы ездили. Первый день мы прибыли в середине дня, у нас был свободный день. Второй день мы были в штаб-квартире ВАИС. Это было приветствие. Простите, извините, 4 дня, получается, было. Второй день — это тоже в штаб-квартире ВОИС. Проходила конференция. Вот. Много говорили на английском. По моему лицу можно сказать, что я об этом думаю. Что же вы думаете об этом? Я думаю, что это было чудесно. Обожаю английский. Вот. Штаб-квартира ВОИС, она очень красивая. Она находится на площади, где еще стоит сломанный стул с сломанной ногой. Это постамент в знак защиты детей. И еще там штаб-квартира ООН прямо напротив этого стула. И я фоткалась с этой штаб-квартирой ООН, и это было очень красиво. Штаб-квартира ООН очень красивая. Я считаю, что нужно поступать в РГАИС хотя бы ради связи с Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Потому что это здорово. Спасибо. Я вам желаю удачи, отлично закончить академию. Ну и, наверное, не зря вы выбрали этот жизненный свой путь, направление. То есть удачи вам и в дальнейшем работе, и саморазвитии каком-то определенном. Так что спасибо огромное. Спасибо Я так большое. думаю, что мы сейчас уходим на перерывчик, то есть вы завершили раньше времени, Извините. поэтому давайте отдохнем тогда и продолжим в 11:00 у нас получается, да? Угу. И мы сейчас... Елена Олеговна, вы меня слышите? Наталья Может Владимировна, быть, Наталья вы Владимировна, Да-да-да. поскольку мы закончили раньше, у меня Да. просьба, давайте сделаем тоже короткий перерыв, не до 11, потому что у нас, пользуясь случаем теперь, есть возможность немножко все-таки послушать наставника нашего проекта, кандидата юридических наук, доцента кафедры авторского права Цитович Любовь Владимировну. Мгм. Хорошо, у нас сейчас время 10:35, значит, мы с вами встречаемся в 10:45. Договорились. В 10:45. Спасибо. Хорошо.
Ребята, отдохните немножечко, сейчас минут через 10 снова продолжим.
Дорогие друзья, вы собираетесь, да? Мы готовы уже на месте. И Надя Харинова там как? Нужно ли... Ага, меня не слышно было. Сориентируйте нас, пожалуйста, Елена Олеговна. Мы сейчас ждем Любовь Владимировну, верно? Она здесь. Все, я Да, готова ее представить. Еще раз. давайте мы подключаемся. Все, начинаем. Всё, начинаем. Значит, дорогие друзья, я передаю сейчас слово доценту кафедры авторского права, кандидату юридических наук, нашему ведущему преподавателю всего профессорско-преподавательского состава. В настоящее время Любовь Владимировна у нас гастролирует, скажем так, по Российской Федерации, потому что наша академия участвует в уникальном проекте, к которому подключено несколько вузов страны, ведущих. И в рамках этого проекта происходит обучение преподавателей вузов, как в своих университетах преподавать интеллектуальную собственность. Поэтому мы, можно сказать, в авангарде сейчас этого движения. И Любовь Владимировна тоже, может быть, с вами поделится чуть-чуть информацией об этом уникальном проекте. И, возможно, преподаватели вузов, которые нас сегодня слушают, Сыктывкара, со временем присоединятся к этому проекту тоже. Любовь Владимировна, вам слово. Благодарю, Елена Олеговна. Здравствуйте. Рада вас видеть, рада приветствовать вас, дорогой Коми Республиканская академия государственной службы и управления из Российской государственной академии интеллектуальной собственности. Мы, пользуясь, скажем так, предоставленными нам техническими средствами и возможностями, можем теперь вот так вот встречаться, нам не надо ехать далеко, и у нас мы можем делиться друг с другом полезными знаниями. Ну и, как вы видите, мы разделили, да, вот работу в направлении развития интеллектуальной собственности, просвещения в этой сфере, да, студенты наши, осваивая эти знания, делятся этими знаниями с другими студентами, а мы сейчас как раз активно занимаемся проектом обучения преподавателей, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, в том числе о том, как стоит о ней рассказывать, какое место она сегодня занимает в нашей жизни. И поверьте мне, у них возникают примерно такие же вопросы, как и у вас. Ну вот, например, совершенно недавно я получила вопрос от преподавателя одного из технических вузов российских о том, что тоже вот как ему быть с его научными статьями, когда он хочет их опубликовать в нескольких изданиях. Вот. И я бы хотела в продолжение вопроса, который был задан Софье, да, и учитывая все-таки, что у Софьи еще только учится, и молодец, и правильно, в правильном направлении, и это прекрасно, что у нас есть студенты, готовые делиться знаниями, но вот в этом случае имеет значение, да, может ли автор научной статьи публиковать ее в разных изданиях или только в одном, зависит от того, какой договор у него с этим изданием. И самое удивительное заключается в том, что единственный случай, в котором законодатель не требует заключения лицензионного договора в письменном виде, это как раз когда вы направляете свои статьи именно в периодические издания. В этом случае вы можете направить эту статью в одно издание, в другое издание и в третье издание. Если
если с вами не был, например, заключен договор отчуждения исключительного права на эту статью, или вы не давали исключительную лицензию на эту же статью. Во всех остальных случаях имеете право публиковать в бесконечном количестве изданий. Главное, чтобы ни с одним из них у вас не было договора. Но в этом случае, естественно, надо читать. Поэтому Российская государственная академия интеллектуальной собственности рада приветствовать, в том числе на своих магистерских программах, выпускников вашего вуза. Если у них возникнет интерес к тому, как им дальше работать, развиваться в своей профессиональной сфере, при этом знать наверняка о своих правах и, в общем-то, иметь возможность получать как раз ту самую выгоду, о которой говорила Софья. Да, вопрос в том, как мы можем применить эти знания, для чего нам нужны эти знания, а самое главное, что нам потом с этим делать. Да, потому что идей у нас много, идеи возникают в России, у нас достаточно творческое население, возможно, это обуславливается каким-то климатом, возможно, таким смешением. Трудно сказать, в чем причина, но творческих людей у нас много, поэтому, полагаю, в вашем вузе их тоже не меньше. Вот. Плюс ко всему вдобавок, учитывая количество и объем на сегодняшний день объектов интеллектуальной собственности и их место в экономике, безусловно, требуются специалисты в области управления интеллектуальной собственностью. Вот. Поскольку, как вы видите, у нас есть Роспатент, да, орган государственной власти, являющийся нашим же учредителем Российской государственной академии интеллектуальной собственности, с которым мы тоже тесно взаимодействуем, и некоторые из наших выпускников потом поступают, работают в этом органе, да, совершенствуются, более становятся, может быть, информированными в практическом смысле. Ну и практику там же тоже иногда проходят. Так вот, говоря об интеллектуальной собственности, каждый из вас, возможно, о чем-то задумывался, ему, как ему кажется, могут приходить гениальные идеи в голову. И, в общем-то, эти идеи действительно могут обладать вот этой гениальностью, новизной, уникальностью, оригинальностью. Вот. Но до тех пор, пока эта идея не нашла своего воплощения, пока она не выражена в материальной форме какой-либо или в форме, допускающей восприятие, если мы говорим об объектах авторского права, то эта идея не является охраняемой, и, соответственно, защиту мы ей представить не можем. Кроме того, когда мы говорим о праве и говорим о том, что у нас есть объекты интеллектуальной собственности, законодатель четко определяет их перечень самих объектов. Поэтому, когда возникла идея, дальше надо подумать, собственно, а к чему мы эту идею можем отнести. И в любом случае, поверьте, каждый из вас, по сути, является автором. Ведь деление всех объектов интеллектуальной собственности на две группы, результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, происходит исключительно по субъектному составу. Потому что что касается результатов интеллектуальной деятельности, у них всегда есть авторы. И не имеет значения, автор это произведение или речь идет о изобретений. В том и в другом случае действуют нормы, охраняющие неимущественные права автора. Например, признаваться автором. В частности, мы их можем называть разработчиками, как сказала Софья. То есть различные точки зрения научные, но при этом это не лишает их законных прав. Допустим, всем вы знаете, есть такое оружие у нас, как автомат Калашникова. Прошло очень много лет, да, технологии или, скажем так, сам автомат Калашникова как некое устройство был создан давным-давно, но ведь никто из нас с вами не говорит о том, что это не Калашников, никто не может сказать, да, что это вот какой-то другой автомат, иначе его назвать. То есть в данном случае, когда мы говорим о том, что любой автор, о чем бы ни шла речь, об изобретении, о программе для ЭВМ, о произведении литературы, например, научной статье, или в конце концов мы будем говорить о, скажем, селекционном достижении.
у них есть авторы, потому что здесь есть творческий потенциал, которым, к счастью, богата Российская Федерация. Поэтому, уважаемые студенты, уважаемые коллеги, я вас призываю быть более внимательными к вашим правам. Возможно, эти права, с ними надо более близко познакомиться, и вы можете в том числе извлекать из этого в конечном итоге выгоду, да, когда, допустим, вы станете создателем некого технического устройства, или кто-то из вас является автором музыки, которая стала популярной, и прочее, прочее, прочее. Во всех этих случаях у вас есть возможность, да, получать дополнительную прибыль. Скажем, при этом нужно отметить, что творческая деятельность как вид деятельности допускается, да, даже на государственной службе. Ну, естественно, если вы не являетесь лицом, работающим с документами секретности той или иной степени. Поэтому для того, чтобы, наверное, осознать весь потенциал, весь, ну, скажем так, инструментарий интеллектуальной собственности, конечно же, погрузиться в нее нужно куда глубже, чем нам позволяет на сегодняшний день время. Но между тем я очень рада, что мы можем с вами говорить о этой интеллектуальной собственности, и вы можете видеть, каких результатов достигают наши студенты, в том числе, да, что они могут четко и ясно объяснить, о каких объектах идет речь, какие возникают права. И вот, например, Софья является студенткой 3-го курса, Надежда, которой я сейчас передам в скором времени слово, является студенткой 4-го курса. Многие наши студенты на 3-м, на 4-м курсе начинают практиковать, начинают пробовать себя в этой сфере. Кто-то уходит в патентное бюро, кто-то занимается, опять же, кто-то идет в Роспатент, кто-то идет работать на юридические фирмы или в консалтинговые компании. В конечном итоге знания, в общем-то, здесь, наверное, играют, пожалуй, самое важное значение, и мы рады поделиться теми знаниями, которыми обладаем с вами. Благодарю вас за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, готова на них ответить, но, наверное, после Надежды. Надежда, здравствуйте. Да, Надежда, Здравствуйте, здравствуйте. Любовь Владимировна. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Да, совершенно верно. Так, тогда я смогу приступать к своему докладу и хотел бы попросить сейчас Валерию Мишукову запустить презентацию, чтобы было видно, и приступить к своему докладу. А пока проводятся у нас технические работы, я бы хотела, пользуясь случаем, поздравить всех причастных к празднику прекрасному День юриста, пожелать вам успехов в вашей работе и карьерного роста. И отдельно поблагодарить Любовь Владимировну за то, что она прекрасно рассказала о нашей Академии наших студентов, также Елену Олеговну Китаеву, и поздравить также с Днем юриста. Итак, сегодня я бы хотела рассказать вам про авторские права на фильмы и все, что с ними связано, и как обезопасить себя в таком сложном процессе, как кинопроизводство. Еще раз повторюсь, меня зовут Надежда Харинова, я студентка уже 4-го курса юридического факультета. И продолжим. Все мы любим кино. Это уникальный вид искусства, служит для нас источником развлечений, радости и восторга. Я думаю, что с этим трудно поспорить. Однако не стоит забывать о том, что кинопроизводство – это процесс комплексный, который требует участия множества разных сторон. Тогда давайте разберемся, какую же роль в кинематографе играет авторское право и как это связано со всеми субъектами, участвующими в этом сложном процессе, как кинопроизводство. На самом деле, среди всех прав на интеллектуальную собственность, авторское право является стержневым элементом всего процесса кинофильма. Создание данного объекта. Авторское право, помимо всего прочего, защищает авторов или правообладателей от несанкционированного использования другой стороной их произведений. Авторские права – это интеллектуальные права на произведения литературы, науки и искусства.
Достаточно посмотреть на длинный список имен в титрах в конце фильма, чтобы в общих чертах понять, сколько людей участвует в производстве кинокартины. Это комплексный, коллективный процесс, который порождает многочисленные и разнообразные виды прав, которые касаются разных этапов создания фильма, таких как написание сценария, написание музыки для фильма и даже участие актеров и иных участников кинопроизводства. Документальные и художественные фильмы относятся к так называемым аудиовизуальным произведениям, которые статья 1263 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет как произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений с сопровождением или без сопровождения звука. Поэтому авторское право распространяется на любой фильм, который еще не перешел в общественное достояние, и авторские права на которые еще действуют. К такой категории произведений относится огромное количество объектов интеллектуальной собственности. Так, помимо кинофильма, к нему можно отнести видео, телевизионные и иные кинофильмы, слайд-фильмы, короткометражные фильмы, мультфильмы, видеоклипы и другие. Немое кино, как жанр, к которому обращаются в наше время, тоже считается аудиовизуальным произведением, которое как раз-таки без сопровождения звука иногда может сниматься. Как и для любого другого объекта интеллектуальных прав, авторские права на фильмы подразделяются на личные имущественные права, исключительные права и иные права. Личные неимущественные права всегда принадлежат создателю. Они не отчуждаемы, тесно связаны с личностью, не могут быть переданы другому лицу, и они бессрочны. Исключительные права могут передаваться, продаваться, переходить по наследству, потому что они являются имущественным правом. Распоряжаться ими может как автор, сам создатель фильма, так и правообладатель, то есть человек, которому автор мог передать исключительное право в рамках договора об отчуждении прав, исключительного права. В чем же сложность защиты авторских прав на аудиовизуальное произведение? А связана она с тем, что обычно это многоэлементный объект, который включает в себя сразу несколько результатов интеллектуальной деятельности, а иногда и приравненных к ним средств индивидуализации. Важно в процессе производства кинофильма предусмотреть человека, который мог бы контролировать большое количество людей и брать на себя всю ответственность, которая необходима в процессе производства любого кинофильма. И, например, таким может являться продюсер. Права, связанные с каждым из всех этапов создания фильма, должны пройти обязательно процедуры лицензирования, передачи и оформления. И только тогда продюсер, человек, который отвечает за превращение творческой мысли в востребованную коммерческую идею, такое лирическое описание этого человека, далее мы поговорим о том, как законодатель определяет этого человека, может заявить свои права на тот или иной фильм, получить необходимые средства для производства и выдавать лицензии, разрешающие прокат кинокартины с целью ее максимально широкого распространения. И сейчас на следующем слайде прошу обратить ваше внимание, представлено законодательное закрепление понятия продюсера, которое раскрывается более подробно у нас постановлением Верховного суда номер 10 о применении положений части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так вот, в этом постановлении в одном из пунктов характеризуется лицо, которое участвует в организации создания сложного объекта, лицо, которое ответственно за создание процесса сложного объекта, в частности, лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за создание соответствующего объекта. От себя лишь можно добавить к этому понятию, что он заключает многочисленные соглашения, которые определяют порядок использования прав на интеллектуальную собственность, которые возникают в результате участия в процессе различных творческих сторон, а также определяет форму вознаграждения. С точки зрения права, достаточно специфический объект интеллектуальной собственности является фильм, у которого обычно изначально имеется сразу несколько авторов. Что говорит нам на эту тему закон? Авторы фильма по российскому законодательству – это режиссер-постановщик, автор сценария, композитор, который является и автором
автором музыкального произведения с текстом или без текста, специально созданного для этого аудиовизуального произведения. Стоит отметить, что остальные лица законом не признаются авторами фильма, но считаются авторами тех произведений, которые включены в состав сложного объекта, в состав данного кинофильма. Они вошли составной частью в аудиовизуальное произведение, данное произведение конкретных авторов. И так как у каждого из них есть свой творческий личный вклад в созданное ими произведение, например, результатом интеллектуальной деятельности также будет являться результат работы гримера. Он будет охраняться объектом авторских прав, авторского права, точно так же, как охраняются права на сценарий, но автор сценария у нас упомянут как раз-таки в статье про авторов кинофильма, либо же автор дизайна костюмов и также актеров и исполнителей. С каждым из участников кинопроцесса продюсер должен заключить договор либо об отчуждении исключительного права, либо договор лицензии. Обсудим, из чего же состоит фильм. Путь любого фильма начинается с поиска хорошего сюжета или сценария. В идеале продюсеру удается найти сценарий, который уже готов для съемки, но обычно для создания киносценария приходится пользоваться услугами профессиональных сценаристов. Сценарий может быть как новое произведение или произведение, которое было переработано на основе другого. Например, переработка случилась в результате написания сценария по конкретному роману, пьесе или, может быть, по произведению, которое было написано в комиксах. Сам сценарий принято считать оригинальным произведением. Соответственно, мы с вами уже можем сделать вывод о том, что сценарий является изначально литературным произведением, то есть произведение литературы, на которое точно так же признаются авторские права. И точно так же должны быть соблюдены все условия о передаче исключительного права продюсеру, если он планирует в дальнейшем распространять этот кинофильм. Как вы понимаете, что создание сложного объекта, такого как кинофильм, конечно же, в большей степени создается для того, чтобы распространять его и получать дополнительную выгоду. Так вот, для того, чтобы провести, извините меня за такое слово, очистку от для правильного использования исключительных прав на те или иные результаты интеллектуальной деятельности, то обязательно продюсеру необходимо знать все положения авторского права для того, чтобы избежать рисков, которые могут случиться после уже съемки фильма, и избежать различных претензий со стороны авторов, которые создавали произведения для этого кинофильма. И что важно, чтобы продюсер правильно оформил взаимоотношения со всеми участниками. Вот что я подразумеваю под очисткой от ненужных рисков для создания кинофильма. По мере готовности фильма автор получает согласованный гонорар за действующее право, разрешающий использовать произведение в рамках конкретного кинофильма, то есть получает свое вознаграждение. В то же время обычно заключается, как я уже упоминала, договор об отчуждении исключительного права, который определяет условия передачи прав на киносценарий, либо же лицензионный договор. Продюсер обычно привлекает сценариста для создания короткого сюжета кинофильма или его чернового варианта. При этом в соглашении может быть предусмотрено создание последующих вариантов, их переработка или доработка в обмен на согласованное вознаграждение. Искушенный продюсер пытается заполучить максимально широкие права с тем, чтобы обеспечить оптимальную рентабельность и иметь свободу действий, например, для создания следующей серии фильма. Конечно же, продюсер, как человек, заинтересованный в приобретении, в извлечении выгоды от этого кинофильма, он должен быть заинтересован и в правильном распределении прав в своем кинофильме и правильном заключении договоров со своими авторами. Первоначально автор со своей стороны прилагает все усилия к тому, чтобы сохранить за собой некоторые права, сохранить за собой те права на то, что он создал. Соответственно, это его, то, что мы создаем своим трудом, это более
для нас важно, чем права других людей. Однако, зная то, что интеллектуальная собственность сейчас повсюду, мы должны уважать права других людей и также не нарушать их авторские права в том числе. Подобные договоры об учреждении прав помогают избежать в будущем непредвиденных правовых проблем. Продюсер аналогичным образом заключает договоры с актерами и исполнителями. Сейчас мы говорим с вами о смежных правах. Эти договоры могут быть многоплановыми, поскольку совмещают в себе вопросы, касающиеся смежных прав. При этом актер в законе назван исполнителем. И согласно статье 13.13 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнителем, то есть автором исполнения, признается гражданин, творческим трудом которого создано исполнение. И как раз в законе законодатель определяет артиста и актера как артиста-исполнителя. Правовой статус актера немного отличен в зависимости от страны. В некоторых государствах, например, актеры наделяются широким кругом смежных прав, тогда как во многих других странах актеры привлекаются для участия в съемках в качестве наемных работников по обычному договору подряда и не имеют или почти не имеют возможности отстаивать выгодные для них договорные условия о вознаграждении. Но при этом стоит отметить, что все зависит от человека, от актера и от того, поскольку он оценивает свое исполнение. Конечно же, в таких договорах обязательно стоит предусмотреть пункты, которые касаются также передачи прав на исполнение. То есть недостаточно определить гонорар в этом соглашении, необходимо также определить, какие именно авторские права, они же интеллектуальные права на произведение, на исполнение, смежные права на исполнение, соответственно, будут передаваться у нас продюсеру, который в дальнейшем планирует, соответственно, реализовывать и распространять данный кинофильм. По окончании съемок фильма материал отправляется в монтажную, где режиссер монтажа, режиссер и композитор отбирают нужные кадры для создания наилучшей версии или окончательного монтажа фильма. Конечно же, мы поговорили с вами о сценарии, мы поговорили с вами о исполнителях. Стоит также упомянуть им произведения музыкальные. Произведения, которые состоят из последовательности мелодии, они могут быть также использованы вместе с текстом, а могут быть, как я уже и упоминала, и без текста. Просто мелодия, которая сопровождает фильм на фоне. Если режиссер, сценарист и композитор – это три разных человека, что может быть совершенно наоборот. Например, я как продюсер, человек, который сильна и в режиссуре, сильна и в сценарии, сильна и в исполнительстве, могу сыграть, снять этот фильм и самостоятельно его в дальнейшем реализовывать. Такое тоже может быть. То есть продюсером, в принципе, может быть один и тот же человек, и автором сложного объекта также может быть один человек. Но в том случае, если это три разных человека, каждому из них нужно помнить о том, что принадлежит исключительные права на ту часть фильма, которую они создали, постановку, сценарий или музыку. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности и использование при создании фильма имеют и другие лица, не являющиеся его авторами с точки зрения закона. Это автор произведения, по которому был написан сценарий, то есть то произведение, которое послужило для переработки в сценарий. Костюмер, декоратор, который выставляет определенные декорации и, в принципе, декорирует помещение для съемки фильма. Также гример, о котором мы с вами уже упоминали, специалист по созданию спецэффектов, тоже в этом случае будет являться автором своего результата интеллектуальной деятельности, а также художник по костюмам. Их произведения являются самостоятельными результатами творческой деятельности, и авторы, как бы ни хотелось продюсеры, в самом начале сохраняют свои права на эти произведения, потому что для их использования продюсер обязан заключить соответствующие договоры. Только при наличии четких последовательных правоустанавливающих документов, закрепляющих использование исключительных прав на произведение, продюсер может добиться успеха при заключении сделок с распространителями. Продюсеры заключают соглашения с дистрибьюторами на условиях вознаграждения и с обязательством распространения фильма на основных рынках. Продюсер может заключать договоренности и не существует типового соглашения с дистрибьютором, но продюсер может заключать договоренности, например, с объединенной компанией, которая имеет возможность организовывать прокат фильма в местных кинотеатрах или выдавать лицензию местным телеканалам для его использования
либо продавать его зарубежным покупателям на кинофестивалях. Другой вариант – наладить отношения с различными дистрибьюторами, работающими в разных сегментах рынка. То есть договориться с дистрибьютором, например, в сфере телекоммуникационных услуг, либо же в сфере конкретных кинотеатров. И тогда именно эти субъекты должны будут выдавать отдельные лицензии на те или иные права и будут выступать в качестве лицензиата и заключать договоры уже сублицензии. Договор о распространении традиционно содержит положение, предусматривающее, что дистрибьютор имеет законное право внести некоторые изменения в фильм для целей распространения. Так не предусмотрено договором, это просто такое положение предусматривается в рамках практики. Эти изменения могут касаться названия или монтажа и помогут удовлетворить требования классификации фильмов или, например, цензуры, которая должна быть предусмотрена на тех или иных телеканалах, либо также наложить титры или снять этот фильм в дубляже. Любой дистрибьютор несет расходы в связи с маркетингом фильма, призванным обеспечить ему наиболее выгодную позицию на рынке. Продюсер прикладывает все усилия к тому, чтобы распространитель с должной ответственностью относился к своей задаче продвижения фильма на рынке. Продюсер может также пожелать оговорить права, касающиеся консультаций о форме проведения и направления маркетинговой кампании. То есть реклама в продвижении фильма и в вопросах интеллектуальной собственности тоже очень важна. Стоит отметить, что при грамотной работе с исключительным правом на фильм можно неплохо заработать. Принято считать, что Уолт Дисней стал первым, кто раскрыл потенциал кинематографа и его героев в свете получения дополнительного дохода. Например, помимо кинопроката. Образ и имя Микки Мауса, самого узнаваемого героя мультипликационных фильмов в мире, были зарегистрированы в качестве товарного знака еще в 1928 году. А сейчас, на секундочку, уже 2021 год. Представляете, насколько рано Уолт Дисней задумался о том, что играют в его жизни авторские права и что их можно использовать в качестве своего средства индивидуализации. И к 2020 году доля этого легендарного талисмана компании Disney в мировом товарообороте розничной торговли составила 9 миллиардов долларов США и продолжает демонстрировать высокий потенциал своего роста. Это может говорить только о том, что потенциал творческий, который заложен в каждом из нас, он невероятно богат, и его необходимо реализовывать, но при этом делать это грамотно и предусматривать все условия, которые нам диктует авторское право. Для всех членов съемочной команды важно понимать основу авторского права. И еще один яркий пример успешного продвижения кинопродуктов на рынке представляет собой фильм «Звездные войны». За первой картиной «Звездных войн», вошедшей на экраны в 1977 году, последовали еще 5 фильмов-хитов, повлекших за собой создание высокодоходного, многомиллиардного рынка предметов коллекционирования по мотивам фильма, начиная с фигурков героев и заканчивая световыми мечами, которые очень часто мы можем видеть на просторах интернета, цепочками для ключей и также книгами. «Звездные войны» стали непоколебимым культовым явлением модной традиции, которая продолжит свое существование благодаря планам приступить к новым съемкам продолжения этого фильма. Фильм – это сложный объект, как мы уже с вами поняли, который включает в себя творческий труд целой команды. Обычно груз ответственности за очистку прав кладется на исполнительного продюсера, который не может нарушить авторские задумки режиссера, операторов, сценариста, а также композитора. Таким образом, нужно помнить, что интеллектуальная собственность и в том числе авторское право является тканью всего процесса кинопроизводства, определяет каждый этап создания кинофильма от сценария до экрана. Она помогает продюсерам привлекать необходимые средства для реализации кинопроекта, а режиссерам, сценаристам и актерам, равно как и многим другим творческим и техническим работникам, чья деятельность скрыта за кулисами кинозала, зарабатывать себе на жизнь. Интеллектуальная собственность поощряет инновации также в технологической сфере, расширяющие горизонты творчества и делающие возможным то, что ранее казалось недостижимым.
И если хотя бы одна ниточка в ткани этого процесса порвется, то весь результат процесса окажется совсем непригодным для последующего использования и извлечения необходимой выгоды для авторов и правообладателей произведений, аудиовизуальных произведений. Спасибо большое вам за внимание. На этом я свою лекцию заканчиваю. Да, Если у спасибо, вас есть Надежда. какие-то Да. вопросы, Давайте, то может быть, обязательно есть вопросы у аудитории? Да, давайте. Спасибо большое. А, Так, ребят, в чате покажите, пожалуйста. Нас еще смотрят онлайн, поэтому, соответственно, хотелось бы там посмотреть. Вопросов нет, да. Так, ну что, друзья, тогда следующее выступление у нас в 11:50. Я предлагаю все-таки прерваться. Так, Елена Олеговна, если вы меня слышите, покажитесь, пожалуйста, на экране. извините, пожалуйста, еще я бы хотела очень проверить Да. Надежда, совсем чуть-чуть. Наталья Владимировна, у нас все-таки это образовательный проект, и грамотно с методической точки зрения мы к нему тоже подошли и подготовились. Поэтому студенты, лекторы, они же сейчас и зададут вопросы по своей теме, чтобы другие студенты имели возможность на них ответить и проверить свои знания. Вопросы будут, надеюсь, несложными. Мы все отгадаем сейчас ответы на них, скажем так. Надя, прошу, протестируем. Конечно, да. Валерия, если еще у вас есть возможность, включите, пожалуйста, на экран у нас данный тест. Он будет совсем небольшой, состоять из 4 вопросов, но я думаю, что по результату лекции вы с легкостью на них ответите. Вот, да, Валерия. Следующий слайд, но не перелистывайте сразу, потому что далее идут ответы на этот вопрос. Итак, первый вопрос. Фильм, согласно нормам гражданского права, это литературное произведение, произведение искусства, аудиовизуальное произведение или музыкальное произведение? Ну что, ребят? Не в микрофон. Стесняются отвечать, но совершенно верно. Аудиовизуальное произведение. Да, конечно. Валерия, перелистните, пожалуйста, слайд. Спасибо большое. Да, конечно, это определяется как аудиовизуальное произведение. Для общего развития мы с вами должны помнить, что 1263 Гражданского кодекса Российской Федерации как раз-таки раскрывает нам понятие этого аудиовизуального произведения. Следующий вопрос. Автором фильма по закону не является сценарист, режиссер-постановщик, композитор, заказчик. Заказчик. Все правильно. Аплодисменты. Итак, следующий вопрос. Правообладатель может распоряжаться только своим исключительным правом, неимущественным правом, неисключительным правом, аудиовизуальным правом. Так, давайте подумайте. Вопрос не то чтобы с подвохом, но Ребят, вы завуалирован. можете отвечать, как вы считаете нужным. Если Конечно. не надо не бояться ошибаться. Если вы ошибетесь, зато вы этот вопрос точно для себя усвоите. И Надежда снова пояснит. Если это непонятно, то в данном случае вы... Мне кажется, первое, но я не уверен. Вы правы, почему не уверена так? Конечно, это является исключительным правом, и он может распоряжаться им, потому что оно является имущественным. Вот личным неимущественным правообладатель и автор пользоваться и распоряжаться не могут, потому что личное неимущественное право очень тесно связано с личностью. Оно неотчуждаемо и непередаваемо. Следующий вопрос. Кем же актер в законе назван? Автором, исполнителем, гражданином или режиссером-постановщиком? Ответ с Камчатки у нас. Ура, Камчатка! Исполнителем. Ваш ответ правильно. Я с вами полностью согласна и поддерживаю Камчатку в этом ответе. Спасибо вам огромное. Вы ответили правильно на все эти тесты, значит, моя лекция была для вас полезной, и
Приходите учиться к нам в академию, чтобы точно так же знать об авторских правах, снимать кинофильмы и зарабатывать много-много денег. Спасибо за Надежда, внимание. спасибо. Да, спасибо, Надежда. Надя, спасибо большое. Наталья Владимировна, мы Да. перерыв делаем. Да, мы делаем перерыв. Я предлагаю все-таки собраться в 11:50. Почему? Потому что у нас идет еще онлайн-трансляция, и люди могут подключиться к программе к определенному времени. Поэтому давайте в 11:50 включаемся. Хорошо. Наталья Владимировна, а можно вопрос? Нас смотрит сейчас сколько вузов в Сыктывкаре? Мы пригласили 3 вуза. Это Коми-Республиканская академия государственной службы, где мы находимся, да? Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина и Сыктывкарский лесной институт тоже присоединится к нам, может быть, даже чуть-чуть попозже. Хорошо, спасибо большое. В 11:50 встречаемся. Да, совершенно верно.
Что ж, я могу начать или мы подождем еще пару минут? Дарья, мы ждем время, по времени, 3 минутки еще. Хорошо. Уважаемые участники, продолжим нашу площадку. Елена Олеговна, вас вижу. Представьте, пожалуйста, следующего выступающего. Сейчас слово передается Дарье Свечниковой, студентка 4-го курса юридического факультета. Лекция, тема на экране «Интеллектуальная собственность в IT-решениях». Все, спасибо большое. Я всех приветствую. Мы сегодня рассмотрим тему интеллектуальной собственности в IT-решениях. И сегодня мы рассмотрим следующее. Это несколько понятий, чтобы было больше понимания. Рассмотрим непосредственно интеллектуальную собственность в IT, рассмотрим объекты, которые могут туда включаться, и, собственно, как их охранять. И также рассмотрим такое явление, как IT-стартап. Начнем с понятий. IT — это сокращенное английское словосочетание Information Technology, что дословно переводится как информационные технологии. Информационные технологии как множество взаимосвязанных, это множество взаимосвязанных научных и технических областей знания, которые изучают и применяют на практике методы создания, обработки, хранения, защиты и передачи информации с помощью вычислительной техники. Учитывая, что все перечисленное сейчас выполняется с помощью компьютерной техники, то под IT обычно подразумевают компьютерные технологии. IT-решение же — это некая разработка, связанная с решением какой-либо задачи в области информационных технологий. Развитие информационных технологий происходит просто бешеными темпами. Никто уже представить себе не может жизнь без технологий, которая так плотно вплелась в нашу бытовую жизнь. Но, тем не менее, каких-то 10-15 лет назад не у всех были даже телефоны, а сейчас у каждого от ребенка до пенсионера есть собственное мобильное устройство. Даже более того, интернет в привычном для нас варианте появился где-то менее 20 лет назад. Сейчас же с любого устройства можно выйти в сеть. Информационные технологии могут применяться в абсолютно любых областях. Например, это развлечения, фильмы, музыка, книги, игры. Существует миллион возможностей разнообразить свой досуг. Также это общение, социальные сети, электронная почта, чаты, зумы. Общение выходит на новый уровень. Можно общаться со всем миром, не выходя даже из собственного дома. Далее это предоставление доступа к информации. То есть, зайдя в интернет, мы можем узнать что угодно. Новости, прогноз погоды и так далее. Уже не требуется выходить, идти покупать, допустим, газету, чтобы узнать последние новости, или идти в библиотеку за какой-то информацией. Да? Также это обработка информации. Куча возможностей, как это сделать. Различные средства, программы математического расчета, редакторы графики, музыки, видео и так далее.
Ну и не последнее, и достаточно важное для нас, это обучение. В интернете существует миллион, можно найти учебных пособий, интерактивные уроки, вебинары, справочники. Можно легко пройти какой-нибудь онлайн-курс по какому-нибудь направлению и получить, например, сертификат. Далее перейдем непосредственно к нашей теме – интеллектуальная собственность в IT. Если изучать любой IT-проект с точки зрения наличия в нем интеллектуальной собственности, то можно выделить несколько основных объектов охраны. Это программа для ЭВМ и две ее формы выражения – это исходный код и объектный код. Далее идут у нас базы данных, алгоритмы, интерфейс, как функциональный, так и графический, и программно-аппаратные комплексы. И сейчас мы более подробно рассмотрим каждое понятие. У нас есть программа для АВМ. Ей являются представлены в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальное отображение. То есть право распространяется на все виды программ для ЭВМ, в том числе на операционные системы и программные комплексы, которые могут быть выражены на любом языке, в любой форме, включая исходный текст и объектный код. Соответственно, рассмотрим уже конкретно эти две формы. Исходный код – это компьютерная программа, выраженная в удобной для восприятия человеком форме, языке программирования, которая переводится в машиночитаемую форму, объектный код, перед тем, как она может быть испытана с помощью компьютера. То есть исходный код – это список удобочитаемых инструкций, которые пишет программист, часто в текстовом редакторе, при разработке программы. Язык программирования предназначен для передачи компьютеру инструкций по выполнению того или иного вычислительного процесса и организации управления отдельными устройствами. В настоящее время известно более 8500 языков программирования. Объектный же код – это еще называют исполняющим кодом. Это подлежащая исполнению форма подходящего представления одного или более процесса, текст программы или язык программы, которая преобразована программирующей системой. Объектный код рождается в результате взаимодействия исходного кода и специальной программы, компилятора. То есть процессоры в компьютере или же там, не знаю, в смартфоне способны понимать только машинный код. Поэтому любая программа прямо или косвенно превращается из исходного кода в машинный, и только после этого исполняется компьютером или смартфоном. Как правило, в гражданском обороте распространяются программы в виде объектного кода. Это означает, что, допустим, пользователь, который купил какую-нибудь программу для ЭВМ, устанавливает программу уже в виде исполняемого файла, то есть объектного кода, который содержит набор инструкций, понятных компьютеру пользователя. Далее у нас идет база данных. База данных является представленной в объективной форме совокупность самостоятельных материалов, статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов, систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронно-вычислительной машины. Думаю, ярким примером базы данных является «Консультант Плюс», который помимо огромного количества нормативно-правовых актов содержит также книги, статьи и прочее. Далее у нас идут алгоритмы. Это те действия, которые должен совершить компьютер для решения поставленной задачи. Вне зависимости от выбранного программистом языка программирования, он пишет инструкцию для компьютера, последовательность логических операций. Интерфейс. Под понятием интерфейс принято понимать набор средств, используемых для взаимодействия двух систем. В переводе с английского слово интерфейс буквально означает место соприкосновения, а под системами, между которыми осуществляется такое взаимодействие, могут подразумеваться различные объекты. Например, это может быть взаимодействие между оборудованием и человеком, или же между различными видами оборудования. Но наиболее часто под интерфейсом подразумевают систему взаимодействия программы с человеком для обмена данными и получения нужной информации. И последнее – программно-аппаратные комплексы. Они представляют собой набор технических и программных средств, работающих совместно для выполнения одной или нескольких однородных задач. Как это следует из самого названия, комплекс включает аппаратные средства, электронные и механические части устройства, так называемое hardware, и программное обеспечение software.
Примерами подобных комплексов могут являться, например, программно-аппаратные решения для управления и мониторинга, или же платформы для архивирования и управления контентом. Что ж, мы рассмотрели с вами объекты, но теперь нужно понять, как, собственно, их охранять. В общем и целом у нас есть два пути. Это авторское право и патентное право. Еще раз напомню, авторское право охраняет у нас форму, но не содержание. То есть какие-то заложенные идеи, концепции авторское право не охватывает. А вот выраженную уже форму, в которой все эти идеи и концепции выражены, она уже охраняет. И плюс оно возникает, в общем-то, автоматически из факта создания уже этого объекта. Патентное же право несколько иное. Оно охраняет уже суть, изобретения, полезной модели и возникает уже в связи с регистрацией. Если говорить в общем, то программа для ЭВМ и базы данных охраняются авторским правом, а все остальное у нас подпадает под патентное право. Начнем с программы для ЭВМ. Авторские права на все виды программ для ЭВМ охраняются так же, как авторские права на произведение литературы. То есть, по сути, мы охраняем как раз тот текст, который написал наш программист, или же текст, который компилятором переведен в объектный код. То есть охраняем текстовое написание нашей программы. Законодательство Российской Федерации обеспечивает правовую охрану программе для ЭВМ при наличии главного критерия охраноспособности – творческая составляющая. При этом, что известно, что наличие творческой составляющей при создании программы для ЭВМ как яркого примера не классического объекта авторского права будет выражаться не в содержании исходного кода программы, а скорее заложенных в ее основу идеях и методах, которые не защищаются авторским правом. Поэтому творческая составляющая программы для ЭВМ – это достаточно дискуссионный вопрос, и достаточно сложно определить степень этой творческой составляющей. Также важно учитывать, что правообладатель в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ может по собственному желанию зарегистрировать такую программу в Роспатенте. Соответственно, это касается и двух форм, в которых может быть выражена программа. Это исходный код и объектный код. Также есть такое понятие, как единство исходного кода, которое обуславливает единство результатов с правовой точки зрения. То есть даже если с применением разных компиляторов из одного исходного кода получили разные объектные коды, речь все равно будет идти об одной и той же программе. То есть разные компиляторы дают разные результаты условного перевода. Исходный код все равно считается единым, и будет считаться, что программа это одна и та же. Далее перейдем к базам данных. Напомню, что это совокупность неких материалов, они могут быть разные, которые можно использовать с помощью компьютера, по сути. При этом база данных – это достаточно двоякое явление. Его можно охранять и рассматривать с двух позиций. Как объект авторского права или же как объект смежных прав. Авторское право охраняет саму систематизацию, подбор, расположение, представление данных. А смежное право вклад, будь то материальный, финансовый, организационный, неважно, сделаны при составлении базы данных. Так же, как и программы для ЭВМ, этот объект может быть зарегистрирован в Роспатенте. То есть это два таких объекта, которые могут быть зарегистрированы по желанию. Как правило, происходит так, что многие больше уделяют внимание объектному коду или же базе данных, но как раз забывают о заложенных идеях, алгоритмах, которые не подпадают под действие авторского права, но могут охраняться с точки зрения уже патентного права. Итак, мы переходим к более ценным IT-решениям. Это алгоритмам, интерфейсам и программно-аппаратным комплексам. Как говорилось ранее, алгоритм представляет собой инструкцию для компьютера, последовательность логических действий. Именно эта последовательность, переход от одного действия к другому при достижении технологического результата может охраняться как изобретение. В качестве примера можем рассмотреть патент на изобретение, который выдан компанией Microsoft, система и способ для обеспечения приложений, минимизированных с расширенным набором функций. Изобретение относится к системам и способам обеспечения доступа пользователя к информации. Технический результат, заключающийся в том, что автоматически обеспечивается динамический доступ к коммуникациям,
не требуя от пользователя переключения между коммуникационными каналами или типами информации. Патентоспособные алгоритмы встречаются во многих сферах IT-индустрии, включая и искусственный интеллект, машинное обучение, технологии виртуальной и дополнительной реальности. Интерфейс в зависимости от своего предназначения может рассматриваться как способ взаимодействия пользователя с компьютерной системой, то есть функциональная составляющая, и как графическое представление, скажем так, картинка. Если под интерфейсом подразумевать именно способ взаимодействия пользователя с компьютерной системой, то такой интерфейс можно запатентовать как алгоритм. Именно так поступила опять компания Microsoft, которая получила патент на пользовательский интерфейс для создания сводных таблиц данных в форме электронной таблицы. Изобретение относится к области создания сводных таблиц данных, и оно обеспечивает пользовательский интерфейс, который упрощает создание данных таблиц. Интерфейс же, как графическое изображение, может быть запатентован как промышленный образец. Устойчивое понимание промышленного образца как внешнего вида изделия распространяется на взаимосвязанное расположение элементов на экране устройства. Патент можно получить как на шрифт, иконки и непосредственно сам интерфейс. На экране приведен патент на промышленный образец компании ООО «Атлас», графический интерфейс, интерпретации показателей источников данных о пользователе по признаку. При этом патент на промышленный образец требует внимательного подхода к выбору элементов, которые вы хотите защитить. Это необходимо для того, необходимо понять, какие будут элементы статичные, а какие будут изменяться. Это необходимо для того, чтобы патент покрывал не только то, что конкретно изображено на сопровождающем чертеже, но по возможности охватывал возможность спецификации и дальнейшее обновление интерфейса. Подобный маневр крайне важен и позволит не патентовать интерфейс при каждом его обновлении, что значительно, по сути, сокращает расходы компании. Далее у нас программно-аппаратный комплекс, который представляет собой набор технических и программных средств, работающих совместно для выполнения одной или нескольких сходных задач. Программно-аппаратный комплекс может охраняться как, допустим, изобретение. В качестве примера приведем патентное изобретение программно-технический комплекс автоматизированной системы управления. То есть помимо программного обеспечения туда включается различная аппаратура. Теперь переходим к достаточно интересному явлению IT-стартапу. И мы будем рассматривать его с точки зрения, какие помимо уже перечисленных объектов мы еще можем включить в IT-стартапы, которые также следует охранять. Последние несколько лет особо популярность стало набирать такое явление, как IT-стартап. В общем понимании стартапом является любой молодой бизнес. И в англоговорящих странах такое слово используется уже давно. Однако в 21 веке этот термин приобрел некий айтишный оттенок, начали в массовом порядке появляться IT-стартапы. На данный момент в русскоязычных странах словом «стартап» именуются новые информационные проекты, созданные расчетом на быстрый их рост и высокую вследствие этого капитализацию. Поэтому стартап можно представить следующим образом. В рамках одной небольшой команды создается уникальный программный продукт, который предоставляет его пользователям инновационные услуги и который может оказаться резко популярным и востребованным в ближайшем будущем. И главным активом любого IT-стартапа является интеллектуальная собственность. Каждый стартап стремится вырасти в условного единорога и привлечь как можно больше выгодных инвесторов. Ему нужно наращивать активы, что в свою очередь увеличит стоимость компании. Все это возможно за счет интеллектуальной собственности, которая выступает ценным нематериальным активом компании и ее двигателем. Центральное место, конечно, занимает программное обеспечение, программы для ИВМ, базы данных. Как уже обсуждали выше, мы можем охранять эти объекты в качестве объектов авторского права. Хотя авторское право возникает автоматически, тем не менее объекты можно зарегистрировать в Роспатенте. Это имеет некоторые неоспоримые плюсы. Регистрация программы, во-первых, это гарантия ее дополнительной юридической охраны, что, по сути, упростит вам доказывание авторства и упростит некоторые другие споры, которые могут возникнуть. Также большинство серьезных инвесторов и партнеров не будут заключать сделки в отношении ПО, если оно не зарегистрировано.
Также для бизнеса нужна она еще в некоторых случаях. Когда происходит работа по госконтракту, нельзя участвовать в тендерах с незарегистрированным кодом. Также это дает возможность постановки на баланс для дальнейшей оценки и увеличения структуры активов. Также без регистрации в Роспатенте не выйдет внести программу в реестр программ для ИВМ и баз данных Минкомсвязи. Это, в общем-то, единый реестр отечественного ПО, созданный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Существует определенная выгода от внесения ПО в данный реестр. Во-первых, регистрация в реестре является обязательным условием для получения государственного финансирования и получения грантов. Также регистрация выступает дополнительным требованием для участия в тендерах на поставку ПО предприятиям с госучастием. Иными словами, чтобы работать, например, с ПАО Россети, мало иметь только ПО, отвечающее поставленному, допустим, техзаданию. ПО также должно состоять в этом реестре отечественного ПО. Ну, я думаю, главный плюс – все виды программного обеспечения баз данных, которые внесены в данный реестр, освобождены от уплаты НДС. Но не все так просто. Существует определенная сложность попасть в данный реестр. Во-первых, можно сказать, что это именно реестр отечественного ПО, поэтому в список программ могут попасть только те продукты, которые были разработаны и принадлежат компании с долей иностранного капитала не более 30%. При использовании в программе компонентов иностранного происхождения в регистрации также может быть отказано. Также в процессе регистрации эксперты Минкомсвязи проверяют правоустанавливающие документы и основания приобретения прав на программу, объем иностранного капитала компании и иные аспекты. Иными словами, если при проверке появились сомнения в российском происхождении программы или неверно указаны сведения об организации, регистрация может сорваться. Более того, в случае отказа подать повторное заявление можно только при условии, что все причины отказа устранены, и то не ранее, чем через год. Поэтому вывод можно сделать такой, что регистрация программы в Роспатенте – это важный шаг, который может помочь привлечь деньги, продать и защитить ПО, а также в некоторых случаях дает возможность попасть в реестр Минкомсвязи. Как уже обсуждалось выше, функциональная часть ПО в некоторых случаях можно защитить с помощью патентования, как изобретение полезной модели, но она должна отвечать установленным требованиям. Также есть объекты, которые не могут быть запатентованы как изобретение. К ним, в частности, относятся математические методы, правила и методы игр, интеллектуальной и хозяйственной деятельности, а также решения, заключающиеся только в представлении информации. Соответственно, не получится запатентовать, например, сюжетно-ролевую часть алгоритма компьютерной игры, геймплей, или новый способ ведения бухгалтерского учета без привязки к материальным объектам. Но, возвращаясь все-таки к удачным примерам зарегистрированных объектов, хочется обратить внимание на изобретение компании ООО «Ялос Мобайл», которая зарегистрировала изобретение. Оно представляет собой интересную систему уведомлений. В отличие от классических push-уведомлений, в этой системе после получения сообщений на дисплее появляется анимированный персонаж. Перейдем же к другим объектам, которые напрямую не относятся к продукту, который разрабатывает, по сути, стартап, но от уровня их защиты также может зависеть успех продвижения будущего продукта. Например, тот же самый сайт – это целый набор объектов интеллектуальной собственности. Начнем с простого, но не менее важного шага. Это регистрация доменного имени. Доменное имя состоит непосредственно из имени домена и имен всех доменов, в которые он входит, разделенных точками. Домены верхнего уровня с российским кодом .ru регистрируют регистраторы, аккредитованные Координационным центром национального домена сети интернет. Их около 45 в России. Помимо этого регистрируются некоторые домены второго уровня, международные и российские, географические, например, МСК, и родовые, например, .org. Имена третьего и последующих уровней создаются свободно, как раз уже выдуманная часть, которую придумаете именно вы. Важно понимать, что доменное имя регистрируется только на одно лицо, поэтому целесообразнее указывать компанию, а не отдельного сотрудника, так как может выйти, что сотрудник уйдет вместе с доменом.
Существует также возможность зарегистрировать доменное имя в качестве товарного знака, как представлено вот на слайде кассир.ру или job.ru. Это у нас комбинированные товарные знаки, которые сочетают в себе как словесное обозначение и изобразительную часть. Перед подачей заявки на регистрацию наименования доменного имени в качестве товарного знака желательно убедиться в том, что использование доменного имени не нарушает права третьих лиц. При этом домен верхнего уровня, например, .ru, .com и так далее, являются общепринятыми обозначениями и должен быть свободен для использования любыми лицами. Поэтому может быть в товарном знаке, но только как неохраняемый элемент товарного знака. Такой товарный знак охраняется в целом, без предоставления отдельной правовой охраны частям .ru, .com. Как мы видим на слайде, eldorado.ru. Это комбинированный также товарный знак, и вот, не знаю, видно вам, там красным подчеркнут неохраняемый элемент товарного знака, элемент .ru. То есть товарный знак охраняется в целом за исключением элемента .ru. То есть другие пользователи, как вот кассир.ру, job.ru, также могут использовать этот элемент. Соответственно, если еще при создании домена может выясниться, что товарный знак уже зарегистрирован на третье лицо, и размещение товарного знака в сети интернет официально признано способом его использования. И сам факт регистрации доменного имени, схожего с товарным знаком и регистрируемого для однородных товаров и услуг, чаще всего признается нарушением исключительных прав. По статистике в судебных спорах приоритет отдается правообладателям. Более 80% доменных споров решаются в их пользу. Вместе с тем 20% споров все же решаются в пользу администраторов доменов. Что ж, вернемся обратно к товарным знакам. Товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров, а в случае с знаком обслуживания еще и услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В качестве товарного знака можно зарегистрировать используемые стартапом иконки приложений, изображения игрового персонажа, 3D-объекты и так далее. Что ж, я на слайде привела 3 примера, интересных примера товарных знаков. Первый Эквит – это товарный знак стартапа, который создан Русланом Фазлыевым, программистом из Ульяновска. Этот стартап представляет собой набор сервисов для предпринимателей в сегменте коммерции. Фактически это конструктор онлайн-магазина. То есть система позволяет без программиста создать онлайн-витрину и показывать ее на разных площадках от Яндекс.Маркета до социальных сетей ВКонтакте, Фейсбука и Инстаграма. Далее у нас товарный знак Vivid Money. Это тоже стартап. Основателями являются бывший старший вице-президент по развитию бизнеса Тинькофф банка Артем Яманов и работавший вице-президентом по разработке новых продуктов Тинькофф банка Александр Емишев. Это, по сути, представляет собой необанк, мобильное приложение с возможностью открывать счета и выпускать виртуальные карты для онлайн-покупок, перевода денег и обмена валюты. К сожалению, пока данный стартап развивается только в Германии. Но они планируют после 2021 года выходить и на другие европейские страны. И последний товарный знак, тоже стартапа, это Arrival. Основатель Денис Свердлов, бывший заместитель министра связи России в 2012 и 2013 годов. Это, по сути, производитель электромобилей, коммерческих фургонов и электробусов. Особенностью стартапа стал новый формат производства на микрофабриках, то есть на производственных линиях, которые не требуются заводы, хватает обычного склада. Это позволило удешевить и ускорить запуск производства, которое запланировано на конец 2021 года. Как я уже говорила ранее, товарные знаки могут быть абсолютно разными. Есть очень множество их видов, от классических до неклассических. И, например, пример неклассического товарного знака, изменяющегося, зарегистрировала компания Яндекс. То есть это светофор для сервиса Яндекс.Пробки, который меняет цвет в зависимости от количества баллов. Помимо прочего, существуют и другие объекты, которые мы, в принципе, уже выше рассматривали, но которые также являются важным, по сути, для стартапа. Это объекты, ну, скажем так, дизайна. Например, это интерфейс с точки зрения графики, иконки, базовые изображения и иные дизайнерские решения, и иной визуальный контент, который можно охранять, с одной стороны, с точки зрения авторского права,
а в некоторых случаях можем получить, например, патент в качестве промышленного образца. Применительно к стартапу это вот именно дизайн, интерфейс сайта, шрифты, дизайн упаковки, 3D-модели и прочее. В принципе, мы можем перейти уже к выводу. Информационные технологии плотно сплелись с нашей жизнью, и ядром этих информационных технологий является интеллектуальная собственность. Практически целиком и полностью элементы любого IT-решения могут охраняться правом интеллектуальной собственности. Это, как мы говорили ранее, программа для ЭВМ, графические элементы интерфейса или же функциональные элементы, алгоритмы, программно-аппаратные комплексы. Помимо прочего, интеллектуальная собственность — это уникальный инструмент, который позволяет защитить бизнес и получить дополнительный доход. А в случае неправильного оформления или же вообще отсутствия защиты как таковой — источник крупных материальных потерь. А в случае с таким модным явлением, как стартап, защита объектов интеллектуальных прав становится, по сути, обязательным. Грамотное управление и охрана интеллектуальной собственностью позволит защитить стартап и от пиратов, и от конкурентов, повысить, в принципе, инвестиционную привлекательность стартапа для инвесторов, увеличить стоимость компании, а также позволяет получить финансирование от государства, например, через гранты Минкомсвязи. Что ж, в принципе, на этом у меня все, и я предлагаю, так сказать, закрепить материал и пройти 4 тестовых задания. Думаю, все с ними справятся. Ну что, ребят, готовы? Первый у нас вопрос. Повторюсь, не надо бояться ошибаться, поэтому Дарья нам пояснит, если в случае того, что мы совершим ошибку. Давайте, Дарья. Так, в любом IT-решении можно выделить следующие объекты: идея и концепция, программа для ЭВМ, алгоритмы, географическое указание, фирменное наименование, или же нет правильного ответа вовсе. Есть ли какие-то предположения из зала? Давайте, я думаю, вы все правильно ответите. Ответы А, Б, В. В рамках рассматриваемой темы, именно объекты, мы рассматривали программу для ЭВМ и алгоритмы. Идея и концепция, если она будет выражена в рамках, допустим, алгоритма, то можно считать ее как объектом. Но все же более правильно будет программа для ЭВМ и алгоритм. Идея и концепция, в принципе, тоже, но с точки зрения это не является объектом интеллектуальной собственности. Географическое указание, думаю, не будет у нас применяться, потому что у географического указания относится к средству индивидуализации, и оно больше указывает на географическое происхождение того или иного продукта. А в рамках IT-индустрии, я думаю, это будет сложно сделать. А так, я думаю, вы правильно ответили. Давайте перейдем к следующему. С точки зрения авторского права охраняется программа для ЭВМ, алгоритм, функциональная часть интерфейса или программно-аппаратный комплекс. Ребята, кто готов ответить? Так, у нас общее обсуждение здесь, в зале. Так, кто готов? Так, у кого есть какие-то предложения? Так. Я думаю, ответ программа для ВМ. Правильно. Да, у нас из рассматриваемых объектов программа для ЭВМ и базы данных. Остальное же у нас будет охраняться уже с точки зрения патентного права. Давайте пойдем дальше. Это вопрос в рамках нашего объекта как интерфейс. Патент можно получить только на функциональную часть интерфейса, только на графическую часть интерфейса. Можно получить как на графическую и функциональную часть, или же патент получить нельзя ни в коем случае. Ну что, кто попробует? Патент мы можем получить на изобретение. Изобретение — это только техническое решение. Не совсем. Так, да. У нас же есть еще я чуть-чуть подсказываю, да.
Так, давайте сейчас. Ну, Итак, ну, давайте. В принципе, мы можем получить патент. Так? На что? Ответ В. Правильно. Мы можем как на графическую часть получить, например, промышленный образец на, в общем-то, расположение каких-то изображений на экране, и на функциональную часть, например, как получить патент на изобретение, охраняясь с точки зрения как алгоритм. И последний вопрос. Интеллектуальная собственность важна для стартапа, потому что можно похвастаться конкурентам, выступает главным активом и помогает привлечь инвесторов. Интеллектуальная собственность не имеет значения для стартапа, или же здесь нет правильного ответа? Давайте, это легкий вопрос, я думаю, вы сможете ответить. так, ребят, ну что? Ответ Б. Да, правильно, выступает главным активом, и за счет нее можно привлечь очень выгодных инвесторов и партнеров. В принципе, у меня на этом все. Спасибо большое за внимание. Думаю, Дарья, за... спасибо. Спасибо большое за очень интересное выступление. Елена Олеговна. Наталья Я думаю, Владимировна. что, да, мы прервемся и включимся снова в 12:40. Мы очень рады, что вас не становится меньше, поэтому продолжаем. Да, к нам присоединились студенты Сыктывкарского лесного института. Здравствуйте, дорогие друзья. Может быть, мы тогда продолжим или все-таки делаем перерыв? Я думаю, что перерыв. Я считаю, что в онлайне у нас люди находятся тоже. Возможно, кто-то захочет подключиться еще дополнительно на патенты и полезные модели, да? Хорошо, хорошо. 12, будем соблюдать регламент. 12:40. Хорошо. До встречи.
Ну что, начнем? Продолжим нашу площадку. Так, есть кто-нибудь с нами на связи? Елена Олеговна, да. Я, пожалуй, тогда представлю следующего участника. Так, Елена Олеговна, вас не слышно. Алло? Да, вот теперь все слышно. Да, отлично. Сами Дорогие друзья, представляете. представляю следующего нашего участника, студентка 4-го курса юридического факультета Мишукова Валерия. Тема «Право на технологии и разработки, патенты и полезные модели». Слушаем, задаем вопросы, вникаем. Добрый день, уважаемые слушатели и организаторы. Меня зовут Мишукова Валерия. Я являюсь студенткой юридического факультета Российской государственной академии интеллектуальной собственности. И сегодня я вам расскажу про права на технологии и разработки, патенты и полезные модели. И начну с того, что формирование рынка научно-технической продукции, эффективное использование интеллектуального потенциала нашей страны и инноваций, в основе которых всегда лежат оригинальные знания и умения, требуют внимания к таким вопросам, как регистрация, защита и охрана объектов интеллектуальной собственности. Как сегодня уже было сказано, в интеллектуальной собственности существует несколько правовых институтов. Я подробно остановлюсь на институте патентного права и немного расскажу об институте нетрадиционных результатов интеллектуальной деятельности. Для того, чтобы определиться, в качестве какого объекта интеллектуального права зарегистрировать технологию, необходимо разобраться с понятиями и особенностями правовой охраны объектов патентного права, а именно изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами, а также ноу-хау. Итак, начнем с изобретения. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту, в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений и животных, или способу, процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. В каком же случае изобретению предоставляется правовая охрана? Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включают любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной сфере. Требование промышленной применимости было введено в законодательство для того, чтобы подчеркнуть практическую значимость результата интеллектуальной деятельности. То, что изобретение – это не только теоретическая разработка, а разработка, предназначенная для воплощения в материальном объекте. Не являются изобретениями, в частности, открытия, научные теории и математические методы, решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, программы для ЭВМ и решения, заключающиеся только в предоставлении информации. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения сортам растений, породам животных и биологическим способом их получения, то есть способом, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных таким способом продуктов. Также топологиям интегральных микросхем.
исключительное право на изобретение действует в течение 20 лет. Однако, если с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение, которое относится к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, до дня получения первого разрешения на применение прошло более 5 лет, срок действия исключительного права на соответствующее изобретение и удостоверяющего это право патента продлевается по заявлению патентообладателя федеральным органам исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Указанный срок продлевается на время, прошедшее с даты подачи заявку на выдачу патента на изобретение со дня получения первого разрешения на применение продукта за вычетом 5 лет, но не более чем на 5 лет. Несоответствие изобретения хотя бы одному из требований или условий патентоспособности является препятствием для регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений, а также выдачи патента на изобретение и признания его объектом исключительных прав. Как следствие, изобретению не может быть предоставлена правовая охрана патентом, изобретатель не может быть признан обладателем исключительного права. Что касается личных неимущественных прав, а именно права авторства изобретения, то автором изобретения признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное. Если говорить о патентной активности, то в 2020 году в Российской Федерации поступило 34 984 заявки на выдачу патентов в Российской Федерации на изобретение. Это на 1,5% меньше, чем годом ранее. В том числе от российских заявителей было подано 23 759 заявок, и от иностранных заявителей было подано 11 225 заявок. Технологии и разработки, получается, могут охраняться только в качестве изобретения? Да и еще раз да. Напомню, что технология – это совокупность методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо отрасли деятельности, а также научное описание способов технического производства. Разработка, в свою очередь, это процесс проектирования и конструирования изделия, системы и иных объектов. Приведем конкретные примеры технологий, которые охраняются в качестве изобретения. Так, например, технология изготовления импланта для замещения костной ткани. Дата начала отсчета срока действия патента – 2019 год. Изобретение относится к медицинским изделиям и может быть использовано в производстве имплантов или трансплантов для травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии. В реферате раскрыт способ изготовления импланта для замещения костной ткани. Далее мы видим пример, который охраняется в качестве изобретения. Разработка системы управления телевидением или радиовещанием. Изобретение относится к системам управления телевидением и радиовещанием. Его использование позволяет обеспечить технический результат в виде разработки программ управления с быстрым и эффективным обнаружением сбоев или ошибок. Способ разработки и тестирования программы управления для устройства, способного выполнять приложения, включает в себя определенные шаги, которые подробно описаны в реферате к изобретению. Следующий объект патентного права, о котором мы поговорим, это полезная модель. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются, при условии более раннего приоритета, все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель
или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами, с которыми вправе ознакомиться любое лицо. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной сфере. Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели следующим объектам: сортам растений, породам животных и биологическим способом их получения, то есть способом, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных таким способом продуктов, а также топологиям интегральных микросхем. Исключительное право на полезную модель действует в течение 10 лет, без возможности продления. На выдачу патентов Российской Федерации на полезные модели в 2020 году было подано 9195 заявок. Это почти на 10% меньше, чем в 2019 году. В том числе от российских заявителей было подано 8859 заявок и от иностранных заявителей 336 заявок. Примеры недавно зарегистрированных полезных моделей вы можете видеть на слайде. Например, устройство противоскольжения для колеса транспортного средства. Полезная модель относится к транспортным средствам, в частности к устройствам, повышающим сцепные качества двигателя. Целью данного устройства является снижение металлоемкости, трудоемкости изготовления и улучшение условий эксплуатации. Также устройство для мытья и обеззараживания продуктов. Полезная модель относится к устройствам для обработки и приготовления пищи, а именно к устройствам для мойки и обеззараживания продуктов питания, прежде всего ягод, фруктов и овощей. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств обработки и приготовления пищи, а именно устройств для мытья и обеззараживания продуктов. Устройство для мытья и обеззараживания продуктов состоит из привода, содержащего двигатель и трансмиссию, блока управления и защиты, включающего средства включения и выключения и устройство управления. Следующий объект, о котором мы поговорим, это промышленный образец. В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. В частности, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида сходного назначения, производящее на информационного потребителя такое же общее впечатление, которое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия. По общему правилу, исключительное право на промышленный образец действует на протяжении 5 лет. Срок действия исключительного права на промышленный образец по заявлению патентообладателя может быть продлен неоднократно на 5 лет, но в целом не более чем на 25 лет, считая с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки. На выдачу патентов в Российской Федерации в 2020 году было подано 7747 заявок. Прирост на 11,8% в сравнении с 2019 годом, в том числе от российских заявителей 3824 заявки,
иностранных заявителей 3936 заявок. Примеры промышленных образцов приведены на слайде, например, код, который так и называется комплект наклеек «Новый год». Валерия, минуточку, Мне пожалуйста. слышно все хорошо? У Мне нас, кажется, связь. Так, теперь все Немножко хорошо, да, прервалась. со связью были какие-то проблемы. Сейчас, давайте еще раз. Так, не слышим вас. Так, попробуем. Да. Слышно все хорошо? Да, все, вот теперь хорошо. Ага. Продолжаем. На каком моменте я прервалась? Хорошо. Да, хорошо. Примеры промышленных образцов представлены на слайде. Например, комплект наклеек «Новый год», который так и называется «Комплект наклеек Новый год». И также декоративная панель представлена на слайде. Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что технологии и разработки в рамках данных мною определений могут охраняться в рамках патентного права только в качестве изобретений. Технологии и разработки не могут быть ни промышленным образцом, ни полезной моделью. Но только ли в рамках патентного права, а именно изобретения, можно охранять технологии и разработки? Нет, не только. В интеллектуальной собственности существует институт нетрадиционных результатов интеллектуальной деятельности. К нему относятся такие объекты, как топология интегральных микросхем, селекционные достижения и ноу-хау. Остановимся подробнее на ноу-хау. Секретом производства или ноу-хау признаются сведения любого характера, производственные, технические, экономические, организационные и другие, о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющую действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам. Если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право его использования, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом. Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей. Приведу современные примеры ноу-хау. Например, приемы, применяемые в рекламной деятельности, конструкции, использующиеся в технических устройствах, чертежи, которые приводятся в технической документации, данные, полученные в результате проведения опытов, планы, в соответствии с которыми будут обучаться и повышать свою квалификацию сотрудники организации, инструкции, описывающие способы и приемы изготовления определенных предметов, а также их использование. Технологии, подлежащие внедрению в производственный процесс, в том числе те, в которых используется накопленный за время работы организации опыт. Технологии, повышающие КПД и экологическую безопасность выполнения буровых работ, необходимых для добычи нефти. Разработки, в которых зафиксированы способы ведения управленческой деятельности. Секретом производства или ноу-хау могут объявляться также рецепты приготовления кулинарных блюд и напитков. Так, рецепт всем известного напитка Coca-Cola засекречен производителями с 1886 года. Позже способ его получения стали рассматривать как ноу-хау. С тех пор многие производители, изучив химический состав напитка, попытались получить такой же, но все эти попытки не увенчались успехом, поскольку оригинальный рецепт продолжает храниться в секрете. Он известен только руководству компании и защищается коммерческой тайной. Некоторые фирмы также не желают получать патенты на свои технологии и разработки, поэтому прибегают к защите своих технологий и разработок в качестве ноу-хау. Так, например,
В 2011 году открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработали регламент беспатентной формы охраны созданных разработок в режиме коммерческой тайны. В первую очередь, правовая охрана в виде секрета производства ноу-хау должна применяться для таких объектов, которым по закону не может быть предоставлена патентная охрана. К таким объектам относятся различные теории и математические методы, методы интеллектуальной или хозяйственной деятельности. В соответствии с указанным регламентом в виде секретов производства ноу-хау в открытом акционерном обществе РЖД должны охраняться сведения о технологиях изготовления или сборки, технологиях контроля и управления производственными процессами, рациональном размещении техники и оборудования, профессиональном опыте и иных объектах, имеющих коммерческую ценность, в том числе конструкторская документация, схемы и чертежи, рабочие материалы, также технологическая информация и документация, параметры технологических процессов, технологические карты, списки комплектующих. Далее, данные об условиях осуществления различных операций и способов, сведения о материалах, конструкционных и прочностных особенностях, результаты опытов и испытаний, расчеты, методики, технологии, рецептуры, химический состав и формулы и так далее. В качестве секрета производства ноу-хау с использованием режима коммерческой тайны в РЖД охраняются также объекты, которые при наличии патентной охраны могут быть относительно легко воспроизведены по опубликованному патентному описанию. Что же касается результатов интеллектуальной деятельности, которые воплощаются в реальных промышленных изделиях, в частности устройства, локомотивы, вагоны, оборудование или технологические линии, предназначенные для экспорта, то для них наиболее эффективной является патентная форма охраны. Охрана разработок в виде секрета производства ноу-хау по сравнению с патентной формой охраны дает ряд преимуществ. Первое – это отсутствие требований об обязательной регистрации и официальном признании охраноспособности объекта. Второе – это неограниченность срока охраны, пока сохраняется режим конфиденциальности информации. И третье – большая свобода в выборе объектов охраны. Виды объектов патентной охраны строго определены законодательством. В то же время беспатентная форма охраны требует соблюдения конфиденциальности и проведения мероприятий по обеспечению режима коммерческой тайны в отношении объектов охраны. Итак, мы выяснили, что технологии и разработки мы можем охранять в качестве изобретений и ноу-хау. А теперь проведем сравнительный анализ изобретения и ноу-хау как способов охраны технологий и разработок и разберемся, какой режим эффективнее для владельца. Первый критерий для сравнения – это срок действия. Не буду долго останавливаться на этом пункте, так как ранее он уже был подробно освещен. Срок действия исключительного права на изобретение по общему правилу составляет 20 лет. Срок действия ноу-хау не ограничен, и право действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей. Второй критерий для сравнения – это уровень сложности в процессе получения регистрации. На этом вопросе остановимся подробнее, потому что он является достаточно обширным, и мы ранее его еще не рассматривали. Итак, для того, чтобы запатентовать изобретение, необходимо пройти определенную процедуру регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, Роспатенте. Для этого, во-первых, необходимо собрать все необходимые документы, заполнить заявку на получение патента, предоставить описание к изобретению, реферат, чертежи, если таковые имеются. Далее необходимо оплатить государственную пошлину за проведение формальной экспертизы. Далее нужно подать документы посредством электронной или не электронной подачи. Далее необходимо оплатить государственную пошлину за проведение экспертизы по существу. В-пятых, необходимо оплатить государственную пошлину за регистрацию изобретения и выдачу патента.
Напомню, что патентные пошлины – это пошлины, уплачиваемые за совершение юридически значимых действий, связанных с патентованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, с государственной регистрацией товарного знака и знакового обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительного права к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами. И дополнительным пунктом хочется выделить ответы на запросы экспертов, если таковые появятся. Также отмечу, что для поддержания патента в силе ежегодно необходимо уплачивать государственные пошлины и не забывать про это. Для того, чтобы на технологию или разработку возникло ноу-хау, не требуется никакой специальной регистрации. Технология и разработка должна иметь потенциальную или коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. Третий критерий для сравнения – это стоимость регистрации исключительного права. Минимальная стоимость регистрации технологии или разработки в качестве изобретения составляет примерно 15 тысяч рублей с учетом 30% скидки при подаче документов в электронном виде. Ноу-хау регистрировать не требуется, поэтому платить за регистрацию ничего не нужно. Четвертый критерий для сравнения – это возможность коммерциализации. Исключительным правом как на изобретение, так и на ноу-хау можно распоряжаться, например, путем заключения лицензионных договоров или договоров отчуждения. Следующий критерий для сравнения – это строгость условий для получения исключительного права. Исходя из вышеизложенного, уже понятно, что строгих правил и условий для возникновения исключительного права на ноу-хау не требуется. Для патентования изобретения необходимо соблюсти ряд условий, о которых мы говорили ранее. Таким образом, можно сделать вывод о том, что механизмы и способы охраны и защиты интеллектуальной собственности разрабатываются с учетом целого комплекса факторов и условий. Выбор между патентованием и ноу-хау можно сделать, лишь тщательно проанализировав особенности своих технологий и разработок, а также оценив свои собственные возможности. Спасибо, у меня на этом все, и далее я задам 3 вопроса, они будут несложные, поэтому первый вопрос. Мы готовы. Условия патентоспособности для изобретения. Валерий, вы озвучите, да? Да, условия патентоспособности для изобретения. Назовите, пожалуйста. 4 варианта представлены на слайде. Новизна, промышленная применимость, оригинальность. Оригинальность, промышленная применимость, уникальность, новизна, промышленная применимость, изобретательский уровень, уникальность и эффективность. Ну что? Так. Так, кто? Есть желающие? Так. Так. Давай. Лично мне кажется, что это новизна, промышленная применимость и изобретательный уровень. Супер, да, это правильный ответ. Это законодательные условия патентоспособности для изобретения. Второй вопрос – это максимальный срок действия патента на изобретение. 15 лет, 20 лет, 25 лет и 10 лет. Я об этом рассказывала в начале своего выступления. Мне кажется, что это 25 лет. Да, все верно. Это 25 лет. И третий вопрос. Автор изобретения – это
лицо, оказавшее автору техническое и материальное содействие. Второе – лицо, оказавшее автору консультационное или организационное содействие. Третье – это лицо, творческим трудом которого создано изобретение. И четвертое – это лицо, способствующее оформлению прав на такой результат интеллектуальной деятельности. Готовы? Да? Давайте. На самом деле интересный вопрос, потому что здесь может быть два варианта ответа. Как человек, который изобрел сам, и как человек, который запатентовал. Он просто вперед ушел и успел, и теперь он считается изобретателем по документам. Законодательно установлено, что автором изобретения является лицо, творческим трудом которого создано изобретение. А четвертый вариант патентуют обычно юристы. Допустим, если ко мне придет клиент и попросит запатентовать изобретение, он предоставит мне все необходимые документы, и, собственно, я буду это дальше патентовать. Это в таком вот ключе вопрос. Все. Спасибо, Валерию. Спасибо вам большое. Очень интересно. Спасибо большое. Спасибо. Так. Уважаемые Да, коллеги, Любовь Владимировна. еще раз здравствуйте, рада вас приветствовать. Хочу сказать, что наши студенты 4-го курса определенно дали вам весьма полную информацию. И если вдруг у кого-то из вас имеются именно практические вопросы, милости прошу, задавайте, будем рады на них ответить, поскольку я являюсь наставником, в том числе и девочек сегодня, выступающих перед вами, готова, но и в том числе являюсь практиком. Если у кого-то из ваших студентов, из наших слушателей имеются вопросы, милости прошу, с радостью на них ответим и из области патентного права, и из области авторского права, если вас что-то интересует. На мой взгляд, весьма полно представлены вам сведения, в том числе и о программах для ЭВМ. Вы молодцы. Я говорю сейчас это нашему интеллектуальному десанту. Надеюсь, что мы смогли вас заинтересовать этой темой, как минимум. Да, конечно, конечно. Совершенно согласна. Давайте тогда вопросы. Ребят, может быть, действительно... Так. Вопросов у нас, к сожалению, нет. Значит, Были вам понятно, очень доступно, друзья очень мои. структурированные выступления. Спасибо большое. Ребята большие молодцы. Спасибо, спасибо. Российская государственная академия интеллектуальной собственности будет рада принять в качестве, может быть, магистров будущих, также и ваших выпускников. Мы готовы делиться знаниями, в том числе у нас есть курсы повышения квалификации. Будем рады вашим преподавателям, если у них мы смогли все-таки вызвать интерес этой весьма актуальной темы. А потом я вам хочу сказать, что касается вопросов интеллектуальной собственности, вот жизнь показывает, что за последние 20 лет без нее никуда. Она практически во всех сферах жизни, начиная от культурной сферы и заканчивая производственной сферой. В том числе и в социальных услугах мы часто наблюдаем результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Вот так, чтобы, вы знаете, с удивлением сама несколько лет назад узнала, что, оказывается, средства индивидуализации может быть не только у коммерческой организации, но и в том числе даже у органа государственной власти, как это ни странно. В частности, вот предлагаю вам подумать, интересно, что такого с точки зрения коммерции может предложить Федеральная служба безопасности обществу, поскольку у них имеется товарный знак. Вот подумайте, почему у них может быть это средство индивидуализации у Федеральной службы безопасности. Не стесняйтесь ошибаться, в том числе. В любом случае, как вы поняли, правильный ответ вы все равно услышите. У нас, подождите, есть предположение. Отлично. Так, Любовь Владимировна, еще раз вопрос повторите, пожалуйста. Как вы думаете, почему, скажем так, какой вклад именно в предпринимательскую деятельность может вносить Федеральная служба безопасности, поскольку у нее есть зарегистрированный товарный знак? А как нам сегодня рассказали девочки, средства индивидуализации – это
такой объект интеллектуальной собственности, который индивидуализирует товары, работы и услуги лиц, задействованных в предпринимательской деятельности. Вот как вы думаете, какая предпринимательская деятельность может вестись Федеральной службой безопасности? Есть ответ. Может быть, помочь в организации корпоративной безопасности? Ну, скажем так, и отчасти, может быть, и в этом, но вы правы. Речь идет не столько о корпоративной безопасности, сколько Федеральная служба безопасности, согласно официально размещенной в свободном доступе документации о тех видах деятельности, которые они могут осуществлять, оказывать имеют право охранные услуги. Поэтому законодатель не увидел здесь не только законодателя, а скорее правоприменителя, Роспатент не увидел препятствий для регистрации такого товарного знака. Вот представьте себе. А вот, например, что касается Кока-Колы, как примера, который нам сегодня наши замечательные студентки приводили, здесь еще хочется обратить ваше внимание, что Кока-Кола как компания, да, она является не только примером длительной охраны секрета производства, но и длительной охраны товарного знака, потому что вот здесь тоже, пока мы продолжаем платить пошлины, товарный знак тоже может охраняться до бесконечности, в отличие от того же изобретения или объекта авторского права. Все равно есть определенный срочный характер у этих видов объектов. А вот, например, ноу-хау пока никто не разгласил. Кстати, если кто-то из ваших студентов, например, захочет остаться в конечном итоге в науке, остаться в ваших вузах, вы будете участвовать, естественно, в выполнении научно-исследовательских работ. Как вы думаете, могут ли стать, это опять же вопрос к студентам, результаты научно-исследовательских работ или и опытно-конструкторских впоследствии, да, например, изобретениями или полезными моделями? Сейчас, минуточку. Микрофончик вам передам. Могут стать, почему нет-то сразу? Но они могут стать, ведь это какие-то свои наработки ведь будут. И вот что-то свое новое. А вот как вы думаете, если мы говорим о том, что эти разработки, эти научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводятся вузом, но, естественно, силами работников вуза, да, они, по сути, будут авторами, кто в данном случае сможет распорядиться в конечном итоге исключительным правом на такого рода разработку, если хотите, а, по сути, изобретение, например? Сами работники или вуз? Ваш вариант какой? Попробуйте Так, предположить. думаем пока. Скорее всего, учебное заведение. Правильно. Почему вы так думаете? Это правильный ответ. Ну, потому что все авторы — это все его работники, ну вот, которые принимали участие в этом. И их объединяет вуз. Ну, я так понимаю. Ну, скажем так, поскольку вы не специалист в этой области, специально не изучаете, понимание у вас относительно верное. Но вот, ребята, если кто-то из вас впоследствии, после вашего обучения останется в науке, я хочу вам сказать, что оставаясь здесь и создавая какие-либо результаты интеллектуальной деятельности, ваше авторство нельзя будет умалять или каким-то иным образом забыть о вас. Но вот что касается того, кто сможет распоряжаться исключительным правом на созданное, к примеру, вами изобретение, вот здесь все зависит от того, что, собственно, вы должны были делать. Вот, например, если вы являетесь там доцентом кафедры, например, авторского права, а при этом вы говорите, а я вот, вы знаете, изобрел новый аппарат для кофе, новую кофемашину. Вот в данном случае вуз не будет иметь к этому отношения. А если вы, например, работаете в конструкторском бюро или в лаборатории того же вуза и создаете то, что входит в ваши трудовые обязанности, вот тогда вы становитесь автором, а вуз будет распоряжаться. Но имейте в виду, заработную плату вы получаете не за это.
А вам положена еще выплата дополнительно к вашей заработной плате авторского вознаграждения. Поэтому, ребята, я вам всем от всей души желаю в конечном итоге развиваться творчески и помнить о том, что ваше творчество, в конце концов, может стать, ну, в том числе путем к вашему обогащению, получению, соответственно, прибыли, получению дополнительных каких-либо преимуществ, в том числе, вот обратите внимание, я, допустим, являюсь автором учебника. Как думаете, могу запретить его продавать в Республике Коми? Это вопрос. Могу ли я запретить продавать свой учебник в Республике Коми? Как вы думаете, являясь его автором? Давайте я вам дам. Ну, если автор учебника, конечно, может, мне кажется. А вот вы знаете, будучи автором, не факт, что я смогу, потому что, как говорили выше наши представители интеллектуального десанта, все будет зависеть от того, у кого исключительное право. Вот если я захочу статью в периодическом издании опубликовать, как я вам уже приводила пример, это один разговор. А вот здесь, например, я, оставаясь автором учебника, могу абсолютно лишиться возможности распоряжаться решением вопросов о том, где он должен будет продаваться, где он должен быть опубликован. Это вот совсем другой момент. Кроме того, если у вас гуманитарная, например, сфера вашего обучения, то это вовсе не значит, что вы не становитесь авторами, опять же, тех же научных работ, которые вы будете создавать в конечном итоге. Или когда мы говорим о, опять же, результатах, возникающих в технической сфере. А вот никто из вас не подумал, почему, например, не охраняются правила игры? Почему никто не может сказать, я являюсь автором правил игры, например, в дурака, в покер, в монополию и так далее? Как вы думаете, почему правила игры не охраняются? Так, думаем. Немножечко надо подумать нам. Да, хорошо, хорошо. Так, минуточку, есть уже ответ. Мне кажется, потому что у них нету как такового одного автора. Это как народные сказки, мне кажется, также. Ну, вы ошибаетесь. Есть игры, у которых есть абсолютно конкретные разработчики и авторы. Но попробуйте еще. Как думаете, почему? Мы, на самом деле, вы не переживайте, я не буду сразу на этот вопрос отвечать. Мы этот вопрос адресуем нашему интеллектуальному десанту, который здесь присутствует. Если вдруг вы постесняетесь найти ответ на этот вопрос. Очень удивительно, все окошечки погасли. Это может быть от смущения. Да. Ну что ж, Ребят, друзья давайте, мои. может быть, еще кто-то предположение сделает. Почему? Это же интересно, вы сейчас все во что-то играете. У вас Любовь тот прекрасный возраст. Владимировна, повторите, пожалуйста, еще раз вопрос. Еще С раз. радостью. Как вы думаете, почему правила игр не охраняются? В чем причина? Кто попробует? Там обсуждение. Вот я вижу руки в конце вашего зала на фисташковых креслах. Кто-то точно что-то предполагает. Я думаю, что правила игр не имеют никакой литературной ценности, и в связи с этим они не могут облагаться данным. Угу. То есть в силу того, что правила игры мы не можем рассматривать как произведение литературы, мы не можем его поэтому охранять. Я правильно поняла? Их точнее. Да, правильно. Угу. Еще какие варианты ответов будут?
ответа у нас еще будет. Отлично. Есть еще такой вариант, что правила игры были созданы явно не одним человеком, у него нет конкретного автора. И... Мгм. Так, еще какие будут варианты? Так, минуточку еще. Ребята, я рада, что вы думаете. Ну, вообще, возможно, правила для игры не имеют никакой, во-первых, коммерческой ценности. То есть для того, чтобы как-то реализовать эти правила, нужно, во-первых, в игру играть. То есть, как сказать, невозможно их продать, потому что ну, они не несут никакой информационной и, как сказать, научной ценности. То есть это же всего лишь правила, то есть по ним нужно играть, но никак продать их мы не можем. В этом. Мгм. Благодарю вас. Вот еще вижу, есть мысль. Ребята, давайте. Извините, что мы вас забегали с микрофоном. Да, может, потому что эти, ну, допустим, того же самого дурака, если взять, это довольно старая игра уже в карты, и на тот момент не было письменных правил прописано. То есть они все были только гласно обговорены между каким-то кругом лиц, поэтому не могли, ну, так как не было письменного подтверждения этих правил, не могли дать ему определенный патент. Мгм. Так, еще какие будут мнения? Очень много от нас вариантов поступило. Отлично. На самом деле, отчасти прав каждый из вас. Ребята, вот сразу вам говорю, отчасти каждый из вас прав. Но, наверное, прежде чем я скорректирую этот ответ, давайте спросим представителей нашего интеллектуального десанта. Девочки, кто из вас хотел бы ответить на заданный вопрос? В частности, например, вот вижу, Дарья подключилась. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. У меня касалось, например, в докладе тоже говорила об исключениях. Ну, во-первых, сам закон говорит о том, что не охраняется. Я думаю, это самое главное. Сам закон нам указывает на то, что правила и методы игр не охраняются. При этом, если с точки зрения авторского права, авторское право говорит, что мы идеи, концепции, методы не охраняем. При этом, как бы, в принципе, мне кажется, существует возможность, вот, скажем так, вот эти, ну, допустим, правила игры статически, ну, как бы, представить как литературное произведение. Фиксировать. Да, но как-то тоже сомнительно на самом деле. А с точки зрения патентного права, они, в принципе, говорят, что методы игр, ну, мы Потому что не попадают под критерии охраноспособности нормами патентного права. Совершенно верно. Дарья, спасибо, но я могу дать ответ, может быть, который как раз даст вам понимание как раз вопроса, почему они не охраняются. Вопрос-то в этом. Все понемногу правы, и я вам хочу сказать, что да, действительно, в законе, в первую очередь, прямо законодатель нам указывает, что они не охраняются, но ведь он почему-то пришел к такому выводу. И здесь я проведу самую простую аналогию. Ребята, вы еще помните, как выглядят бумажные деньги? Все говорят «да». Помнят. Отлично, я рада. Значит, мы с вами еще в России, коллеги. Так вот, если, представьте себе, деньгам ведь тоже изображением, денежным знаком, хотя они по сути являются произведениями изобразительного искусства. Обратите внимание, специально спросила, помните, как они выглядят? Помните, на каждой бумажной купюре есть соответствующее изображение. И вот законодатель прямо изымает их тоже из объектов правовой охраны. Почему? Вот я просто провожу вам аналогию. Дело в том, что если, представьте себе, мы же деньги рассматриваем как платежные элемент в первую очередь. И если нам рассматривать денежные знаки как объект интеллектуальной собственности, в этом случае обращение бы их в России стало бы весьма затруднительным, потому что, по сути, передача, условно говоря, любой купюры там в качестве оплаты, получается, это уже использование. И здесь мы должны платить за то, что мы имеем право передать. Вот то же самое и с правилами игр. Да, получается, человек купил игру, но чтобы в нее поиграть, это он должен использовать эти правила. Соответственно, получается, он еще зачем-то должен дополнительно платить, поскольку мы вот говорим о использовании результатов интеллектуальной деятельности, и лишь
по желанию самого автора такого результата, этот результат он может разрешить использовать безвозмездно. Во всех остальных случаях мы должны платить. Так вот, играть в игру – это значит ее использовать. И именно поэтому нет смысла охранять правила игры как объект именно интеллектуальной собственности, но при этом, как верно сказала Дарья, в частности, правила игры мы можем зафиксировать с вами в виде литературного произведения и издать. И, соответственно, уже от этого как-то пытаться предоставлять какую-либо охрану. Ну и вообще, что касается игр, на самом деле охраняются они там, допустим, в том числе регистрируются товарные знаки, регистрируется в качестве промышленных образцов упаковка. Вот. Ну и потом сейчас принято, обратите внимание, уходить, даже если у вас есть настольная игра, да, пытаться сделать ее компьютерную версию, мобильное приложение, для того, чтобы у вас уже были какие-то визуализированные образы, да, с которыми которые вы тоже можете в случае их уникальности и оригинальности охранять отдельно. Владимировна, большое спасибо. Немножко вышли мы из регламента по времени. Да, поэтому давайте мы встретимся в 14:00. А сейчас идем на небольшой перерыв. Ну, перерыв Благодарю вас, простите. Вот у нас были до этого перерывы, и мы выходили из регламента короче, поэтому думаю, ничего страшного. Спасибо, ребята, спасибо. Спасибо.